Спасибо огромное, да, добрый день, рада вас видеть. И тогда мы начинаем с вами нашу сегодняшнюю работу. Дел у нас с вами на сегодня много. И я хотела начать, мы с вами вчера завершали темы здоровья. И мне бы хотелось, работая снова с презентацией к сегодняшнему дню, потому что, что-то я делаю, естественно, я ее делаю заранее, но после того, как мы с вами пообщались, возникают другие идеи, хочется что-то там поменять, и я решила, мне захотелось в эту презентацию, вам у нас на сегодня моих собственных будет аж 2 презентации, потому что все это не умещалось. Хочется рассказать вам все и сразу, я понимаю, что это не очень, поэтому буду, естественно, выбирать, но то, что касается здоровья, мне просто захотелось еще раз очень четко, коротко, структурированно зафиксировать то, о чем мы, собственно, с вами вчера уже поговорили, чтобы это на будущее осталось у вас, вы всегда презентацию открыли, она была у вас перед глазами, и таким руководством к действию. То, что касается здоровья. Значит, у нас задача сохранить, укрепить, и мы с вами вчера выделили вот эти 5 компонентов. Сон, еда, свежий воздух, эмоциональное благополучие и движение. И по каждому из этих моментов, вот на этом конкретном слайде, на этой картинке, я выделила самое главное, что нужно не забыть, да? Сон, дайте выспаться, особенно в понедельник. Еда, очень важно. Это, мне кажется, уже прям совсем аксиома. Так как я не вижу вас, я не вижу ни глаз, ни выражений, ничего не вижу. Вы сидите тихо, поэтому мне очень сложно, я понимаю, что люди, которые давно работают по радуге, для них это должно быть общее место, но, тем не менее, я позволю себе это повторить еще раз, что в нашей программе, в нашей системе никогда детей не заставляют есть и доедать ничего. То есть в еде не может быть никакого диктата, не может быть никакого насилия. У детей есть право на свои привычки, на свои вкусы. Они имеют право что-то не любить, они имеют право не хотеть что-то есть. Сегодня обычно едят, а сегодня не едят. Они не должны ничего доедать, у нас нет никакого общества чистых тарелок. Мы не разглагольствуем о том, что мы не выбрасываем еду, потому что это плохо и так далее. То есть всего этого категорически нет. Я не буду, естественно, сейчас заниматься психологическим обоснованием всей этой истории, но дети едят что хотят, столько, сколько хотят. Их можно мотивировать, можно мягко попробовать поуговаривать немножко, но не более того. Уверяю вас, что так же, как с нормами жизни группы, именно такой подход обеспечивает нам то, что дети в саду всегда едят нормально, без капризов, с удовольствием. И вот все дети, про которых я вчера говорила, они приходят из дома, чего только мы не слышали, ест только протертое, ест только сосиски, там вообще ничего не ест. Все эти дети у нас в группе всегда едят нормально, как только они понимают, что никто не будет заставлять их есть. Потому что еда – это классический такая область торга между родителями и ребенком, поле для психологических игр. В общем, это такая своя отдельная история. Как только ребенок понимает, что в детском саду с ним никто в эти игры играть не будет, и у него появляется возможность просто естественно проголодаться, почувствовать свое желание есть, и что он может как сам выбирать и регулировать, тут же все становится нормально. Поэтому чем меньше вы будете заморачиваться на тему, что и как там у вас дети едят, тем лучше они у вас будут есть. Это вот классика истории. Свежий воздух мы вчера с вами обсуждали, эмоциональное благополучие как главный фактор заболеваемости, и в движении отсутствие посадки за столы. Я уже говорила, что в весенний период, когда я смотрела очень много видеоматериалов, и вообще фотографии люди присылали, до сих пор в нашей стране посадить детей на стулья – это самый любимый методический прием в качестве наказания, без наказания, просто как организационная форма.
И человек мне присылает, ну, в качестве хорошего опыта, да, своего фотографии, я вижу, 2-летние дети, проводит человек занятия по математике. Все 2-летние дети у него сидят рядком на стульях. Ну, вот думаешь, как еще сказать, что еще сказать? Человек-то хороший. Почему это проходит мимо? Почему не понимает человек, что это очень вредно? Ну, правда, действительно, это очень вредно для здоровья. Ну-ка, уже как-то с этих стульев нужно слезать. Простите, что я вам это говорю, я уверена, что у вас этого нет. И то, что я видела из опыта работы вашего региона, вы давно про это забыли, но я все время вижу вокруг себя, к сожалению, совершенно другое. И честно скажу вам, что когда ты видишь, что то, что, в общем, собственно, уже 30 лет, как сказали, все равно вот все то же самое продолжается, это, конечно, очень грустная история. Значит, вот наши, да, как бы наш компас, здравый смысл, региональные условия, материальные возможности, нет у вас чего-то, и не делайте в это, и не убивайтесь по этому поводу, ничего страшного в этом нет, никакого ущерба у детей не будет от этого. Возрастные особенности, индивидуальные особенности и естественные природные факторы закаливания. Вот, собственно говоря, что здорово. Формат 3 звездочки для как бы такого, да, бизнес-уровня – это возможности физиотерапии. У кого есть деньги, кто может организовать массаж, пещеры, коктейли, бассейны и так далее. Неплохо, может быть, в отличие от закаливания нашего с ополаскиванием ног, которое ни к чему не... В принципе, эти процедуры для там, ослабленных детей, для всех детей по желанию, почему нет, это как дополнительная, как правило, идет платная услуга. Все это возможно, это неплохо. Если у вас нет всего этого, то это тоже абсолютная, совершенная не беда. И грустить на эту тему совершенно, поверьте, не стоит. Культурно-гигиенические навыки. Вот у нас в планировании очень четко, например, ранний возраст, естественно, 2-я младшая группа, сентябрь месяц. Вот акцент у нас – это идем гулять на улицу на свежий воздух. И второй момент – формируем культурно-гигиенические навыки. Оставляем в стороне, не убиваемся по поводу того, сколько занятий мы провели, оставляем много времени на формирование этих навыков. Они требуют времени, как, опять же, любой навык. Ну, здесь эти навыки перечислены, чтобы мы не забыли, да, собственно, там туалет, рот, культура трапеза, одевание, раздевание и так далее. На это тоже есть свои методические тонкости. Например, ребенок сначала учится раздеваться, потом одеваться. Ну, вы это знаете. Значит, свежий воздух из чего у нас складывается? Из того, что мы проветриваем. Вот проветривание у нас раньше это было как обязательно такое правило. Дети вышли на прогулку, в группе проветривают. Сейчас это я не часто на самом деле вижу, но это важный момент. Проветривание спальни перед сном, чтобы был свежий воздух. Увеличение максимальной длительности прогулки, но, естественно, когда условия позволяют, когда тепло, когда хорошо. И третий момент – это, конечно, адекватная одежда. Ну, здесь я вот ставила такой слайд, это вот как осуществляли прогулку в свое время, как гуляли дети на улице, вот такие маленькие, ну, естественно, в теплое время года, панамки, трусы и солнечный свет, закаливание. Тогда еще, видимо, солнце не было таким ужасающе вредоносным, никаким кремом никто никого не мазал, и как-то, в общем, все было неплохо. Сейчас мы обмазываемся кремом и пьем синтетический витамин D. На мой взгляд, все-таки истина где-то она должна лежать немножко посередине. И разница между тем, сколько времени с открытой кожей ребенок может находиться, опять же, в Ставропольском крае или в Карелии, она должна, это региональные должны быть рекомендации, они должны быть здравыми. Понимаете? Потому что это так же, как с едой, да, внезапно оказалось. Мне очень нравится есть такой довольно большой текст на тему о том, что раньше все продукты такие были полезные, а теперь вдруг характер у них испортился, все стало очень вредным. Раньше было очень полезно сливочное масло, сметана, молоко. Да все продукты несли в себе пользу человеку и благо.
А сейчас все рассматривается как вред. Мне знакомая девушка 28 лет, прошла она обследование в престижном медицинском центре, выяснилось в итоге, что есть ей можно только авокадо, там какой-то вид салата, какой-то вид макарон. То есть, вообще говоря, вот эта ситуация нынешняя, она очень такая странная, поэтому вот в руководстве по сохранению здоровья, вы обратите внимание, первым пунктом стоит здравый смысл. Вот его всегда нам самим очень важно во всей этой истории не терять. И что бы ни сказал Институт питания, мы с вами понимаем отлично, что дети дошкольного возраста питаться ежедневно морской капустой не будут. Ну, не будут они ее есть. Поэтому, что бы в ней ни содержалось, и чтобы об этом, так сказать, кто-то не думал. Фактор здоровья – сон. Свежий воздух, мы уже сказали, затемнение. У нас в программе отдельно подробно прописано, как в процессе адаптации постепенно дети привыкают, соглашаются остаться в детском саду. У нас есть отдельная история, особенно для маленьких, игрушки из дома, с которыми они могут спать. Колыбельная, которую мы просим, чтобы она звучала по возможности вживую от педагога, как умеет. В крайнем случае в тихой, хорошей записи, хорошего качества. Но вообще, когда реально живой человек от души, от сердца это поет, это совершенно изумительная история. Но я уже сказала, что в рамках этого курса нет у нас с вами просто времени, но у нас в программе в разделе музыки в свое время мы поставили такую задачу воспитания, естественно, поющего человека. И всю программу эту мы строили из расчета на воспитателя, не на музыкального руководителя, потому что речь идет о вещах, которые должны пронизывать всю жизнь ребенка в детском саду. Каждый день, не эпизодические вот эти занятия по 20 минут, а именно постоянно всю жизнь. И у нас были практики, был опыт, которые как-то прониклись этим. Причем те, кто прониклись, сами получали от этого огромное удовольствие и пользу для своего собственного здоровья. И у них получался именно тот результат, которого мы хотели. То есть вот несколько раз я видела группы, где дети играют и напевают, рисуют и напевают, идут гулять и поют какие-то песни. То есть у поющих педагогов растут поющие дети, которые с удовольствием очень много поют в течение дня. Это совершенно волшебная, дивная штука. Но я вот говорю, что это уже такие детали, которые не в рамках этого курса. Но колыбельная имелось в виду оптимальный вариант, это именно вот такой. Это лучше, чем чтение и сказки. Я знаю, что большинство из вас читают перед сном детям книги. Да, дети это любят. Но колыбельная таким образом ритмически и звуково организована, что она успокаивает нервную систему и настраивает на сон. А вот то, что касается сказки, у нее есть сюжет, она порождает какие-то образы, и не всегда ребенку, ну, кого-то из детей может, наоборот, воображение разыгралось, и ребенок может спать хуже. Поэтому, на самом деле, колыбельные лучше. Ну, и свободное пробуждение, мы с вами это обсуждали вчера. Еда. Режим, естественно, у нас соблюдается, потому что мы зависим от кухни. Очень важно всегда свободный доступ к питьевой воде, кувшин с водой, стаканы, возможность попить, качество еды, мы с вами уже говорили, уважение индивидуальных вкусов, отсутствие принуждения в выборе, что есть, и объем, сколько ребенок съест, потому что кто-то съедает полную тарелку, кто-то половинку. Кто-то цедит в супе только бульон и жижу, не ест овощи и так далее. Выражение благодарности за еду – это важно. Представление о труде, который для старших детей, который, ну, собственно, понимание того, что вот этот обед, который мы едим, в него вложен труд, на самом деле, огромного количества людей. Начиная с тех, кто это посадил, вырастил, собрал, привез, почистил, приготовил и налил им в тарелку. То есть вот для старших детей это важно. Мы будем еще немножко говорить о порционной программе, вообще представлении детей о труде. Это очень важно.
И у старших детей это кулинарный кругозор, представление о том, какие бывают блюда, из чего их готовят, кулинарные традиции разных стран и так далее. Вот, собственно, да, я просто, видите, опять перескочила через несколько слайдов. Культурно-гигиенические навыки мы с вами уже обсудили, свежий воздух обсудили. И эмоциональное благополучие. Из чего оно складывается? Оно складывается из доверия. Прежде всего, база, с чего мы начинаем, когда дети приходят в детский сад, мы должны заслужить их доверие. То есть важно, чтобы они понимали, что в детском саду о них готовы позаботиться, всегда готовы им помочь, всегда готовы их поддержать. Это очень такой важный момент. Дальше это комфортное сообщество детское, которое мы создаем, устанавливая нормы жизни группы. Мы с вами касались этого вопроса. Дальше у меня там будет, я еще раз эти нормы зафиксирую для вас на слайде. Свобода реализации своих планов, замыслов и инициативы – это тоже очень важный компонент психоэмоционального комфорта. Отсутствие принуждения в еде – тоже компонент психоэмоционального комфорта. Много детей, которые не хотят идти в сад именно потому, что их там заставляют есть. И физический комфорт. Вот физический комфорт, чем младше дети, тем более это важный фактор, потому что чувствительность маленьких детей очень высока, она значительно выше, чем у взрослых. Именно поэтому ребенок может быть раздражен и в дурном настроении, а проблема в том, что ему давит резинка или пояс брюк, которые на нем надеты, или кусает, раздражает кожу кофта, свитер, который на нем опять же надет, вот такие, или давит обувь. То есть вот важно всегда быть уверенным в том, что каждый ребенок, ему физически комфортно, не холодно, не жарко, не жмет, не натирает, не трет, не давит нигде, потому что это может быть очень таким вот фактором. Дети бывают капризными, когда они хотят спать, например, они не выспались, пришли из дома, такие не выспавшиеся. Они могут быть очень нервными, если они хотят есть. И поэтому, если ребенок просит в перерывах вот между основным приемом пищи, хочется иногда детям поесть, такое бывает. И совершенно нормально, если перед выходом, я не знаю, какой у вас сейчас режим питания, если у вас второй завтрак, ланч, фрукты или что-то перед выходом на прогулку. Если всего этого даже нет, то вы спокойно можете дать детям, тем, кто хочет, перед выходом на прогулку съесть тот кусок хлеба завтрака, который, скорее всего, они не съели. Потому что дети обычно хлеб утром, там много и так углеводов, они обычно не едят. А вот перед выходом на прогулку они с удовольствием съедят этот кусок хлеба. И дети вообще правильные люди, потому что они любят хлеб, они с удовольствием едят хлеб, а уж хлеб с маслом вообще речи нет. Так что тоже это нужно иметь в виду, понимать. И дети не должны быть голодными, у них не должно возникать вот именно такого яркого чувства голода. А иногда это бывает. Особенно если приходят дети, которые не завтракают в саду, они еще не всегда завтракают дома, в общем, там целая такая история. Значит, движение. Свобода движения, смены позы в течение всего дня. Исключение составляют 2 занятия в день в подготовительной группе. Свободное движение на прогулке. Физкультурные занятия, я уже говорила, что в зале, если есть специалист, если нет специалиста, предпочтительно занятия на улице, на воздухе. Делайте там, в принципе, что хотите, берите какие-то пособия, много всего, очень много сейчас литературы, есть что найти. Танцевальные занятия или дальше, опять-таки, в режиме дня, я скажу, что вот сейчас уже в планировании я просто ввожу, вы знаете, меня совершенно как-то удручают все время эти физкульт-минутки, которые втыкают в занятия, потому что теряется внимание детей, смысла в них особенного никакого нет, поэтому я сейчас специально уже просто вот в новых пособиях по планированию я прям в режим дня ввожу танцевальную разминку, которую проводит воспитатель под музыку, которая нравится детям,
танцевальная разминка 5-7 минут. Она проводится между занятиями. Не внедряется посреди, вот как, я не знаю, ледокол в образовательное содержание, не путает внимание детей. У нас, опять же, никто не сидит за столами. Нет проблемы, что вот им нужно эти физкульт-минутки. Я просто еще читаю, редактирую конспекты, которые присылают для публикации в журналы. И просто какой-то ужас. Они вот везде почему-то, какой конспект ты не откроешь, две проблемы, два бича у этих конспектов. Первый – это самодельные стихи, которые сами педагоги, рифмовки вот эти вот, которые сами педагоги сочиняют. Либо где-то интернет полон просто этим, либо где-то в интернет находят. Это какой-то просто кошмар. Ни слова в простоте. Вот вместо того, чтобы нормально, просто по-человечески сказать, что будем делать, зачем и как, начинаются вот эти бесконечные рифмовки, которые только они затуманивают содержание, они ухудшают качество, они чудовищно некрасивые. Это образец самого дурного вкуса, какой только может быть. Вот почему-то все конспекты ими полны. И следующее – это вот эти физкульт-минутки. Только-только дети вошли в содержание, хоп, а теперь мы там попрыгаем, что-то там помашем, попляшем. Но невозможно, ничто серьезно невозможно так понять. Поэтому у нас есть в режиме дня танцевальная разминка. Еще раз я говорю, это 5-7 минут, вот двигательное, все. Это свободное, импровизационное, танцевальное движение под подвижную музыку. Ничего не требует. Двигательная такая, это именно разминка. Утренняя разминка, гимнастика, мы ее называем не гимнастика, не зарядка, мы ее называем именно разминка. Почему? Потому что смысл ее пробудить организм функционально к деятельности, то есть она должна быть очень мягкой. Не насильно, вот человек только проснулся, пришел, еще не совсем понял, где он, а теперь там приседания, прыжки, все вот так вот. А именно разминка, то есть мягко нужно потянуться, нужно мягко войти в новый наступающий день без каких-то особо таких резких движений. Гимнастика в постели после пробуждения, опять же, это лежа, еще под одеяльцем, в тепле, постепенно просыпаясь, потянули ручки, ножки, то есть это тоже разминочный вариант. И, естественно, подвижные игры и упражнения, опять же, по возможности, преимущественно, прежде всего, на улице. Самостоятельная двигательная активность – это, собственно говоря, основа поддержания тоже физической формы здоровья детей. И наша задача – это обновлять и разнообразить физкультурно-игровую среду. Если у вас есть зал в зале, в групповой комнате вы не очень много можете, чем это разнообразить. Прежде всего, конечно, на прогулочной площадке. Если у вас есть возможность, хорошо, когда у детского сада есть отдельная спортивная площадка, там может быть полоса препятствий, там могут быть тренажеры, там может быть мини-футбольное поле, баскетбольное поле, спортивная площадка. Также, если у вас вопрос какое-то оборудование для реализации сезонных спортивных игр, сезонных видов спорта. Раньше я работала, когда в детском саду, это был ведомственный детский сад, у нас были гаражи, в которых стояли вот эти вот автомобили, на которых можно было ездить, они педальные были тогда. Были велосипеды, были клюшки, были, соответственно, разные виды мячей. То есть было много, на самом деле, различного физкультурного оборудования для разных сезонов, ракетки, бадминтон, для использования именно на улице. Сейчас я это вижу редко, не знаю, как ситуация обстоит у вас, но эта практика действительно была хороша, и, в общем, хорошо, когда это есть. Значит, в программу включены по возможности вашей, опять-таки, если есть кому преподавать, элементы спортивных игр. Да, это старший возраст, мы понимаем, когда сформирована произвольность. Какие могут быть здесь спортивные игры? Вот они перечислены. С ракетками, без ракеток. Элементы сезонных видов спорта.
Вот как раз велосипед, бег, беговые лыжи, в каких-то регионах горные лыжи. Бывают, например, вот в Казахстане мы, когда работали, то они вполне там имели возможность возить детей там раз-два раза в неделю в горы с инструктором, заниматься на горных лыжах. Вообще говоря, раньше была такая практика в некоторых детских садах, и каток заливали, и на коньках детей учили кататься. Ну и, собственно, санки относятся тоже сюда же. Вот и лыжи тоже были. Ну, в общем, не знаю, как сейчас это все у вас обстоит дело, но вообще это очень хорошая вся была практика, история. На самом деле она нужна. В Москве у нас, конечно, всем не до этого. Спортивные секции, которые у вас могут быть, это уже история платных дополнительных услуг. То, что в саду идет хорошо. Хорошо идут единоборства, хорошо идет пилатес, хорошо идет детская йога, зумба и всякая аэробика. Это именно разные виды спорта для зала уже. Вот если у вас есть такие педагоги, вот это осмысленно проводить в зале, потому что это понятное совершенно такое, ну, некоторое направление, которое будет давать свои соответствующие результаты. Понимаете? Плавание, если у вас есть бассейн, тоже со звездочкой. И к числу, мы с вами вчера говорили, двигательной активности относятся, конечно, и танцы. Как можно приобрести новое планирование? Наталья Яковлевна, я расскажу об этом ближе к концу нашего вебинара. Ну, если коротко сказать, то просто прийти в наши группы в социальных сетях. У меня эти группы работают ВКонтакте. Я знаю, что вы как-то хорошо освоили Facebook. Как-то большинство коллег, вот у нас они... Получилось так, что на Facebook у меня эти группы не особо активные, может быть, я не знаю, а вот ВКонтакте очень активные. И если вы туда зайдете, либо просто написать мне, там просто можно все посмотреть, либо просто написать мне, и мы с вами это обсудим. Все ссылки, все как бы про новые пособия я расскажу, но опять же ближе к концу, я просто сейчас, если переключусь, то будет у нас немножко хаос. Хореография. Вот это замечательный, очень полезный вид двигательной активности для детей. И я, конечно, очень за то, чтобы в детском саду была хореография, но не те танцы, которые дает музыкальный руководитель, и не что-то такое. То есть хореография предполагает, что есть специалист, который владеет каким-то видом танца. Какие здесь бывают вариации? Бальные танцы, балет, собственно, классическая хореография, народные танцы и клубные танцы. Из всех этих видов, мне вот интересно было бы сейчас, но просто опять же по времени, если бы вы написали, какие, на ваш взгляд, виды танцев являются вот из перечисленных здесь наиболее развивающими, я вам скажу свое как бы откровение, потому что для меня это было полной неожиданностью, но это то, что я очень четко увидела, что самый большой развивающий эффект с точки зрения и координации, и выносливости, и развития произвольности имеют современные клубные танцы. Это вот хип-хоп и так далее. То есть это именно современная вот такая вот хореография, которая требует очень осознанного движения, очень четкой дифференциации, внимания на различные части тела, на различные группы мышц. И это динамичный вид танца, он такой как бы активный, доставляет детям наибольшее какое-то эмоциональное удовольствие, музыка, соответственно, в общем. То есть вот как это ни странно, но это так. И на самом деле сейчас преподаватели клубных танцев разных их стилей и направлений тоже вполне с удовольствием работают с маленькими детьми, и их можно заманить работать в детский сад. У нас как раз такие преподаватели работали, у меня опыт такой достаточно большой, и ну вот это то, о чем можно, скажем так, подумать. Нет, мне нужно после 10-й, я хочу 11-й слайд. У нас вы можете использовать сейчас огромное количество пособий. Вы можете их использовать. Единственное, что в «Радуге» есть специфическое, мы просим не проводить соревнования внутри одной группы детей.
очень сильно сказывается проведение соревнований на атмосфере и отношениях между детьми в группе. Мы не всегда это видим, мы не всегда это понимаем, но этот эффект возникает почти всегда. Я не скажу, что прям вот гарантированно всегда, но почти всегда. Поэтому постарайтесь, чтобы соревновались здесь между собой дети разных групп. Либо могут соревноваться дети и взрослые, либо просто вообще не делайте это как соревнование. Либо можно соревноваться на время. Но внутри одной группы мы против того, чтобы проводить там всякие эстафеты и вот тому, казалось бы, привычные абсолютно вещи. Это не хорошо. Вообще соревнования – это то, что разрушают коллективы на самом деле. Мешает их сплочению и командообразованию, созданию, формированию одной команды. Людям не нужно соревноваться друг с другом. Соревнование и сотрудничество – это две противоположности, они не могут быть одновременно. Для того, чтобы хорошо сотрудничать, нужно не соревноваться. А нам гораздо важнее, чтобы дети именно сотрудничали. Несколько слайдов я позволила себе все-таки вам дать сюда сегодня. Я уже говорила, что на сегодняшний день выделяют около 11 видов интеллекта. Мы с вами про многие из них, именно видов, да, вот мы говорили типа мышления, их 3, а вот видов интеллекта их больше. В том числе выделяется, есть такое понятие, как двигательный интеллект или телесно-кинестетический интеллект. И, соответственно, это возможность, с одной стороны, управляться с пространственными объектами и, прежде всего, управляться со своим собственным телом, ориентироваться во времени и пространстве. И, соответственно, существует такой вид одаренности, как двигательная одаренность. Я здесь вам вот их перечислила, все-таки какие они вообще бывают, чтобы мы себе понимали, что одаренность – это не только, что ребенок хорошо рисует, это только один из видов. Есть отдельная математическая одаренность, литературная одаренность – это отдельная совершенно история, и есть духовная одаренность. И в том числе есть понятие двигательной одаренности. И для чего нам это с вами важно? Нам это важно для того, чтобы реализовать индивидуализацию образования, чтобы мы понимали, что да, на вербене растут груши, и чтобы мы видели, где у нас верба, а где груша. У меня как раз в пансионе была удивительная девочка у нас в группе, которую мы 3 года учили ее, чтобы она запомнила алфавит, как выглядит какая буква, и научилась читать хотя бы короткие слова. То есть это было что-то такое. Причем у нее не было какого-то явно диагностируемого дефекта, а вот просто у нее в голове это не задерживалось. При этом она была совершенно такая очаровательная красотка, вот классическая блондинка с голубыми глазами, которая абсолютно божественно двигалась. Она божественно танцевала. Я надеюсь, что ничего не прерывалось. У меня просто что-то тут выскочило на экран, совершенно не лишнее. Она совершенно замечательно танцевала, прекрасно двигалась. И вот именно, то есть вот явно это ребенок был одаренный в этой области. И вы знаете, наверняка очень много примеров. Ну, скажем, Пушкин учился-то просто на круглое практически 2 в лицее, а местами даже на 1, и с трудом получал отметку 3 по очень многим дисциплинам, там, включая вот как раз, по-моему, 1 это было по арифметике, то есть там как-то было все очень. Эйнштейн очень плохо учился в школе, Дарвин плохо учился. То есть нам важно понимать, что вот эти вот привычные какие-то у нас академические решает задачи, не решает задачи, опять же, как рисуют, не единственный критерий талантливости человека и записать его, да. Поэтому вот эту двигательную одаренность тоже, неплохо, если вы это будете замечать. И, соответственно, таким детям нужно больше движения, они больше хотят двигаться, чем остальные. Так же, как дети, у которых есть чувство цвета, они художественно одарены, они больше хотят рисовать.
Поэтому нам нужно, вот я сейчас, у нас сегодня в принципе день посвящен планированию, и на этих примерах я хочу, чтобы мы с вами, если они еще остались, расставались вот с этими привычками традиционной работы и типовой программы, что все дети одновременно, одинаково в одном объеме делают что-то одно и то же. Это самый неэффективный путь, какой только может быть. И в этом смысле вот сейчас у нас школу трясет, но тоже нужно при этом понимать, что классно-урочная система в том виде, в каком она с XVIII века, причем как немецкая система фактически к нам пришла, существует, она изжила себя, она очень неэффективна. Понятно, что трудно всем учиться онлайн, но реально дальше сидеть за партами вот всем вот это одно и то же, это ну просто это катастрофическая совершенно история. Поэтому нам совсем не нужно это все воспроизводить у себя. Психомоторная одаренность, ее виды бывают спортивные, бывают хореографические, это тоже разное. Это не одно и то же. Дети, которым хочется играть в мяч, больше бегать, они легко осваивают, там, скажем, коньки и велосипед. И дети, которым как раз хочется пластически двигаться, им хочется больше танцевать и так далее. Вот здесь показатели этой одаренности, как раз увлечен деятельностью, опережает в развитии двигательных навыков, зрительно-моторная координация, любит физкультурные занятия, бег, прыжки. А вот обычно, когда мы говорим «дети любят физкультуру», мы имеем в виду 3-5 детей, которым это нравится. Мы не обращаем внимания на тех, которые с достаточной тоской вообще во всем этом принимают участие. Потому что они тоже всегда есть, и мы, как правило, их игнорируем. С удовольствием занимаются в танцевальных кружках, чувство ритма и физически выносливые. Вот особенности этих детей. Характеристика самого по себе вот, да, моторно-двигательного интеллекта, какие профессии связаны именно с этим видом одаренности. У них хорошо развито осязание и выразительное движение. И условия развития этого кинестетического интеллекта. Вот как раз сезонные виды спорта, спортивные игры, гимнастика, плавание, школа мяча. Вот в свое время врач, который с нами работал над программой, она все время говорила именно о школе мяча. Именно занятия с мячом позволяют прекрасно развивать как раз зрительно-двигательную координацию, и ничего особо больше не нужно. Поэтому, если вам интересно, просто поищите в интернет, почитайте, посмотрите, потому что для каждого возраста есть свои игры, упражнения, и в свое время было вот именно это направление, которое называется «Школа мяча». Ну и, естественно, для вот подвижных детей нужна свободная одежда, удобная одежда и вот эта вот свобода для всяческого движения. Ну, здесь показаны разные формы двигательной активности дошкольников. И на этом тему здоровья мы с вами закрываем, если нет у вас больше по ней вопросов. Один слайд посвящен тому, чтобы собрать воедино наше с вами понимание речевой политики, как строится развитие речи и речевая политика педагога для каждой возрастной группы. Вот эта верхняя строчка, динамика, какой мы задаем вопрос и что мы в своей собственной активной речи используем, она есть в моем пособии по математике. Собственно, именно там я это и сформулировала. Но дальше эта таблица, она расширена, и здесь дополнено восприятием чтения, что мы детям читаем и как читаем, восприятие книг, театрализация, ну, то есть различные формы речевой активности. Вот вы, если эту таблицу посмотрите внимательно, просто в нее вчитаетесь, то фактически это у вас навигатор для каждой возрастной группы. Что вам в каждом направлении развития речи и как вам важно сделать, когда рассказывать, когда читать, что именно и так далее. Несколько слайдов еще раз я для того, чтобы зафиксировать наше с вами понимание игры. Да, предметно-манипулятивная игра, самостоятельно ведущий вид игры детей приблизительно до 3 лет, включает в себя игры с дидактическими игрушками. Нет.
Сюжетно-ролевая игра, мы с вами вчера говорили, игровое действие, потом игровая ситуация, и потом, собственно, игровой сюжет. Появляются роли и сюжетосложение. Вот такова динамика сюжетно-ролевой игры. В старшем возрасте для развития произвольности появляются игры с правилами. Игры с правилами, тут важно, что обязательно кто-то обучает этим правилам, либо старшие дети, либо взрослый. Есть также такой важный вид игры, как режиссерская игра. Это самостоятельная игра без сверстников, без партнеров, с игрушками, когда ребенок полностью, как бы вся эта история, он за всех говорит, он сам как бы исполняет все роли в этой игре. Игра без сверстников. У нее особое название, потому что вот именно режиссерская игра, она отличается от сюжетно-ролевой тем, что нет там вот этого развивающего вот этого компонента социально-коммуникативного за счет планирования игры, коммуникации со сверстником, согласования замыслов, ролей и так далее. Это другой тип. И, конечно, есть еще игра театрализация, которая тоже как бы, ну, большую роль в развитии, в частности, речевом развитии ребенка играет. Вот вы видите, здесь я вам поставила слайдами те... Внизу есть как раз к вашему вопросу, да, где взять, есть логотип «Методическая мастерская» Елены Соловьевой. Это наша группа ВКонтакте. И вот у нас там есть такая штука, мы называем это «Слово дня», когда мы стараемся очень коротко, лаконично, самое главное сказать для понимания каких-то таких ключевых педагогических понятий. Или, ну, допустим, сейчас мы говорим про елочные игрушки, то есть очень наглядно и коротко зафиксировать какие-то основные мысли. Ну и я вот для презентации воспользовалась теми вот этими слайдами, которые мы делали, потому что они, на мой взгляд, именно выделяют главное очень ясно, просто и... То есть это не длинный текст, вот вы читаете, а именно в такой форме. То есть это как раз вот работа нашей, одна из форм работы нашей методической мастерской. Теперь мы с вами вчера коснулись изобразительной деятельности, поговорили о ней, и я хочу вам в рамках этого курса, дорогие, у меня как бы две задачи. С одной стороны, естественно, мне нужно представить вам программу «Комплект» под ВГОС-ДО, так как мы ее переработали и что это сейчас есть. С другой стороны, мне, конечно, всегда хочется поделиться в рамках вот таких встреч живых. Мне хочется поделиться максимально всеми последними разработками, наработками, опытом, пониманием, которое сейчас у нас есть. И всегда, когда я в просвещении, я веду вебинары, там всегда, по сути, я очень много рассказываю того, что еще нигде не написано, у нас нигде не выложено, прочитать это нигде нельзя и так далее. И вот, в частности, в пособиях по планированию сейчас, вот я тоже стараюсь отразить именно этот опыт, практически именно современные, последние вот какие-то понимания, идеи. Кстати, к игре. Вчера Татьяна Валерьяновна рассказала про ситуацию в группе, когда девочки сделали, да, помните, картонные куклы, и у меня в голове, я как-то продолжала осмысливать для себя эту ситуацию. Вот утром я сегодня проснулась с такой гипотезой, что, возможно, появление вот таких кукол, которые как бы вот человек делает сам себя, это в игровой форме трансформация тотальной на сегодняшний день идеи тренда селфи. Потому что в селфи у нас именно вот такой же способ отношения к себе. То есть мы как бы смотрим на себя со стороны, мы смотрим на себя как на картинку. И мы эту картинку как-то обставляем, мы как-то ее там накладываем какие-то фильтры, мы ее как-то проектируем. То есть мы как бы играем с образом самого себя, я бы так сказала. И вот эта игра с образом самого себя – это излюбленная на сегодняшний день игра взрослых людей, которые детей окружают. Прежде всего, конечно, в большей степени это женская часть населения, потому что
Хотя мужчины тоже, в общем, последнее время все больше втягиваются в эту историю, но они больше используют, обычно это для ситуации продажи, для того, чтобы что-то продавать, и тогда они как бы вот самопрезентация, она для них тоже становится актуальной и важной. То есть это фактически история про самопрезентацию, вот такое вынесение себя вовне. У меня возникла такая гипотеза, ну вот интересно будет, я зайду в группу с коллегами, еще обсудим. Мне показалось, что это именно формат селфи. Вот. И дальше, на самом деле, уже по каждой фактически там методике можно, ну, скажем, мы вот, был курс по развитию речи, мы обсуждали современные модели ситуаций, в которых может возникать развитие речи. Я уже не грузила их сюда вам сегодня, потому что к этому нужно подходить достаточно долго. Ну, например, у нас была там такая модель, она, по сути, тоже игровая. Модель блогер. То есть, когда ребенок рассказывает, это записывается на телефон, на видео, рассказывает о чем-то. Самый простой вариант рассказывает о какой-то своей игрушке. Берет там игрушку и вот что-то рассказывает о ней. Может рассказывать о своей работе, может рассказывать там о своей одежде, может рассказывать про обед, который дети едят. То есть, возможно, разные варианты, так же, как у взрослых. У нас была задача смоделировать ситуацию, в которой дети будут мотивированы на монологическую речь, потому что таких ситуаций мало, и занятия совершенно для этого не подходят, это неинтересно, это неэффективно, это такая очень трата времени, не полезная. И вот как раз говоря о планировании, я тем самым вот постепенно подвожу вас к мысли о том, что в нашем современном планировании, вообще говоря, хотя я пока оставляю там, ну, какие-то варианты распределения по времени, но вообще говоря, я сама уже давно в своем планировании, у меня нет отдельных занятий по развитию речи. У меня нет отдельных занятий, в том числе, мы перешли к теме с вами изобразительное искусство, нет отдельных занятий по рисованию, лепке, аппликации. Все это включено в общий контекст единого образовательного цикла, где, как мы с вами уже говорили, мы соединяем познавательную, информационную часть, созерцательную часть, восприятие, организацию восприятия, уже эстетического восприятия, и творческую деятельность детей с использованием различных материалов. Живописных, графических, пластических, это лепка, либо комбинирование, это аппликация, дизайн и так далее. Вот у нас это выглядит на сегодняшний день, у меня это давно уже выглядит так. И такое занятие в каждый день проходит одно такое большое занятие. Оно, соответственно, по времени занимает где-то от получаса, полчаса 40-45 минут может занимать по продолжительности вот все это вместе в комплексе при условии свободного участия детей. С перетеканием, сменой деятельности и свободным как бы двигательной вот этой вот политикой. Свободная двигательная политика, свободная речевая политика в процессе этих занятий. То есть у меня на сегодняшний день, честно говорю вам, в сетках это слово ужасное, в планировании жизни детей отсутствует организованная образовательная деятельность, специально организованная, то есть занятия по развитию речи, отсутствуют отдельные занятия по изобразительной деятельности. И здесь я вам хотела как раз показать, я делала эту историю тоже весной для понимания того, как в принципе, для поддержки организации изобразительной деятельности в условиях изоляции, то есть дома, для понимания того, что это может быть и какие могут быть этапы. И вот давайте мы с вами посмотрим просто, что здесь, из чего это складывается. Да? Первый этап – это исследование материалов. Любое рисование – это след,
который оставляет что-то, оставляет какой-то объект. Самое простое – это след движения пальца. И опять же, этот палец, опять же, самое простое – это в сыпучей среде. Песок, манная крупа, мука. Вот здесь и показан ребенок, который рисует пальцем в этой сыпучей среде. Это самый лучший способ для развития мелкой моторики, стартовать с этого. И, например, методика обучения письму в вальдорфской школе, с чего начинается? Это вообще отличная штука. Начинается с того, что дети пробуют нарисовать письменную букву. Обратите внимание, как я это называю, очень мягко. Нарисовать письменную букву. Дети рисуют эту письменную букву очень большой. И вот как этот мальчик. Они ее рисуют в подносе, в кювете с песком или мукой, или с манной крупой. Если кто-то, у кого-то из вас свои дети учатся писать, если есть какие-то проблемы с этим, если вы хотите мелкую моторику тренировать, не надрывая психофизику ребенка, то нужно это делать тоже именно так. То есть малыши рисуют просто что угодно, старшая подготовительная группа, можно эти же самые подносы использовать для рисования букв и печатных. Ну, собственно говоря, рисовать пальцем можно и письменные буквы пробовать. Дальше, после того, как вот освоили, да, эту историю, что оставляет след, этот палец можно обмакнуть в краску для рук или в гуашевую краску. Вот наша классическая гуашь фирмы Гамма, у нее есть сертификаты, которые позволяют ее использовать для пальцев. То есть не обязательно покупать дорогущую немецкую именно для рук. Конечно, если вы работаете с младенцами, с детьми до года, а с такими мы тоже работали, и тоже они у нас рисовали, конечно, там нужны именно специальные пальчиковые краски. Если дети постарше, то можно использовать эту гуашь, она сертифицирована. Дальше. В руку можно взять что-то, что оставляет след. И первое простое, это могут быть овощи, ягоды, фрукты. Морковка, которая там, свекла, вот такие вот. Правда, они еще и на самом деле оставляют такой же след на руках. Но он смывается, это не страшно и не токсично. Удобно, кстати, с удовольствием дети рисуют неиспользуемой губной помадой. Она оставляет яркий, такой жирный, интересный, хороший след. Ну и после этого уже можно брать мелки, фломастеры, карандаши, кисточки, ватные палочки. Самая простая штука после пальца – это ватные палочки, либо кусочки губки, которыми можно… То есть когда нет вот этой истории, да, карандаш, у него есть длина, то есть вопрос, где возьмешь, будет по-разному получаться. А когда ты что-то берешь прям вот щепоточкой, да, фактически теми же пальцами, это самый простой первый вариант. Мне всегда очень важно найти самое простое, чуть посложнее, чтобы по ступенечкам двигаться и наращивать какой-то навык у ребенка за счет того, что мы меняем эти материалы. Вот как, собственно говоря, выглядит этот первый этап исследования. Потому что, да, вот я вижу, что мы, опять же, проскочили. Это исследование материалов. Второй этап – это наблюдение линий пятен. И здесь уже мы можем показать ребенку, и он сам это будет исследовать, он сам это увидит, что у него могут получаться линии, могут получаться пятна. Линии могут быть прямые, могут быть волнистые зигзаги. И колоссальное открытие, на самом деле, психологическое, когда ребенок замыкает линию, у него получается, естественно, это не ровный круг, но у него получается замкнутая такая, напоминающая круг. Мы понимаем, что линию оставляет что-то, что как бы достаточно узкий оставляет след. Пятна – это то, что такое широкое. Здесь можно потренироваться рисование штампами, кляксы, выдувание и так далее. Есть ссылка там на занятие. Вот пример творчества в этот период. Причем вы видите, что здесь кого-то больше интересуют линии, кого-то больше интересуют пятна, разные материалы, естественно, совершенно разные композиции. Дети сидят как бы, в одной и той же ситуации, в один и тот же момент это нарисовано. Здесь я вам положила несколько слайдов, примеров. Моя как бы душа и натура методиста
она все время меня сподвигает как бы дать как можно больше таких практических каких-то вдохновляющих моментов, которые вам захочется попробовать. Ну вот, например, по-моему, очень забавно пластмассовой вилкой, там вот иголочки какие-то рисовать у ежиков, здесь печатки. Ну, в общем, я вам набрала здесь каких-то примеров, как можно использовать разные предметы для того, чтобы создавать разные фактуры, разные узоры. Ну и для детей постарше, вот как можно отпечатки руки во что-то превращать. Это тоже, в принципе, детям нравится. И, наконец, после всего этого, вот это уже переход от пятна к изображению чего-то, появляется идея что-то изобразить. С одной стороны, это результат восприятия, с другой стороны, это результат того, что ребенок видит иллюстрации в книгах. Значит, с чего начинается вот эта идея изобразить? Да, мы с вами вчера говорили, это передача цвета и общего впечатления от формы. Говорили с вами вчера про рисование с натуры. И здесь вот мы опять же можем предложить детям какие-то варианты для раскрашивания, рисования с эффектом пушистого или колючего. У нас в комплекте для детей есть 3 тетради. Это мои тетради, я рисую. Поэтому, по сути, на самом деле, они, с одной стороны, это как бы изобразительная деятельность, на самом деле это чистой воды когнитивное развитие. Сейчас в новом планировании я уже ввожу этот термин, потому что это современное психологическое понятие, важное психологическое понятие. Оно не тождественно ни познавательному развитию, ни интеллектуальному развитию. Это именно вот такая история комплексная и про знания, про понятия, про геометрический кругозор и, собственно, про рисование одновременно. Поэтому такие интересные. Я вот вам очень эти тетрадки очень рекомендую. Их я очень люблю и знаю, что их очень активно используют в, опять же, детских клубах, потому что каждый лист – это готовое занятие с интересным, хорошим результатом. Ну, вот эффект, да, пушистое. Здесь у нас есть примеры, когда должно получиться пушистое, и одновременно идет упражнение на смешивание цвета, черного, белого для получения серого, здесь красный, желтый для получения оранжевого. Видите, здесь у нас каждому этому заданию, ну, я думаю, что вы знаете эти тетради, есть еще перечень заданий на развитие речи, внимания, памяти, воображения. То есть фактически каждый лист – это целое такое комплексное занятие для ребенка. Поэтому, ну, вот они такие, правда, очень удобные. Ну, вот здесь примеры того, как еще можно передавать фактуру. Это уже тетрадка арифметика в раскрасках, но в ней вот так вот, например, тоже по-разному можно это показывать. Здесь я показала книжки, иллюстрации в которых как раз пригодятся для освоения вот темы пушистая. И сам по себе вот тот образ медведя, но они все такие. И показываю вам примеры работы детей, это младший возраст. И хочу вам сказать, что у меня воспитатели, они меня как-то к этому приучили. У меня как-то была, ну, аппликация отдельно, рисование отдельно. Они очень активно использовали у меня всегда смешанную технику. И я вам хочу сказать, что вот сейчас даже я готовилась к нашей с вами встрече и смотрела снова, пересматривала фотографии, могу вам сказать, что мне все больше это нравится, потому что вот здесь, например, наверху это веточка, семена, то есть вот эта берлога, она получилась такая очень живая. Вы видите, что дети само по себе эту идею, медведь, который спит в берлоге, они ее художественно решают совершенно по-разному, то есть им никто не показывал, как это нужно именно вот, как это должно именно быть. Вот кто-то использовал бумагу, штрихи, кто-то использовал вот эти веточки. То есть у них богатый выбор этого материала. Здесь это мышки, они, вот посмотрите, они вырезаны из газетной бумаги или там из журнала. Посмотрите, насколько это выразительно. Насколько для мышки подходит на самом деле вот именно эта бумага для того, чтобы передать этот образ. Поэтому там дальше будут, вы увидите, вот, что... о чем я много говорила, давайте уходить от этих наборов цветной бумаги. Это вот уже дети постарше, иллюстрирование сказки, создание своих образов
по сказкам. Но это начало средней группы, это все равно маленькие дети. Вот вы персонажа можете здесь увидеть. Следующее задание – это колючие. И здесь дети учатся рисовать, соответственно, именно такое штриховое движение, штриховку. Мы рассматриваем заодно понятие, не понятие, а сам по себе образ центрально-симметричный, да, когда у нас из центра выходят лучи, то есть это геометрическая такая история. И разговаривая о морской свинке, о ежике, сюда также можно добавить информации, можно добавить какого-то познавательного содержания. Здесь есть песенка. То есть вот это вот то, что для, собственно говоря, этого занятия, опять же, я как методист подбираю сразу этот целый какой-то комплекс информации, впечатлений детей, чтобы такой получался синтетический продукт, опять же, для развития именно когнитивного. У нас есть следующая тема – пятнистые, полосатые. И для маленьких детей это вот простой вариант, такой понятный, зебры и тигра. Опять же, у меня есть занятия там на эту тему, у меня тут и так 80 слайдов. Не стала уже сюда это докладывать, потому что параллельно мы показываем детям, например, там фотографии различных полосатых животных. Где встречается эта полоска в природе, где она встречается в искусстве, графические паттерны. Я могу эту презентацию, если вам интересно, вы напишите про графические паттерны, просто вам отдельно, вы ее получите, посмотрите. Там хороший материал, интересный, если вам как-то вас это увлекает, скажем так. Для более старших детей тоже та же тема полоски, но вы видите, что здесь другой тип изображений. И вот, да, где мы это встречаем в живой природе, где мы это встречаем в культуре. То есть вот такие есть 3 тетради, которые будут вести ребенка именно вот в мир. Но это по сути, опять-таки, понимаете, это в общем в большей степени занятие по геометрии. Это не занятие по ИЗО, вот в классическом смысле этого слова. Хотя, еще раз я говорю, оно в себя будет включать, сейчас я себе запишу, чтобы не забыть презентацию. Про паттерны, она мне просто нравится очень. Это был вебинар у нас летом на эту тему. Понимаете, да, то есть это не классическое ИЗО в обычном смысле слова. Не классическое ИЗО по целям. У меня нет цели научить рисовать. У меня есть цель дать какое-то фундаментальное представление, сенсорное и зрительное, и название этому. Понимаете? То есть это прежде всего это движение в мир геометрии, понимание, а не обучение каким-то навыкам рисования как таковым. Вот нету этого. Мы вчера с вами говорили про рисование с натуры, и я решила, что будет справедливо то, что я вчера говорила устно, чтобы у вас осталось также вот в таком записанном наглядном виде, да, простейший пример натюрморт, 2 объекта, конкретный цвет, следующий раз на что можно поменять примеры. Дальше вот, да, ветка с листочками в вазе, букет, затем портрет. Да, вот я вчера забыла, домашние питомцы, очень любимая тема. И, наконец, вот вариант мы говорили, смотрим репродукции, рисуем на эту тему. Дальше идет у меня подборка детских работ, это рисунки детей из нашей группы. Это, не, да, вот вы видите, это вот простой вариант, арбуз 2 куска, тыква 2 куска, перцы, виноград, то есть совершенно простые такие абсолютно вещи. Вот это рисование букета с натуры, это средний возраст, букет тюльпанов стоит в синей вазе. Вот вы видите, что опять-таки здесь дети, они по-разному отражают вазу, по-разному воспринимают геометрию самого этого букета. Это тоже рисование по впечатлению. На прогулке наблюдали, видели снегиря и дальше в группе его рисовали. Вот смотрите, что мне очень важно.
Важно, что желание нарисовать, оно возникает из жизни, так же, как игра возникает из жизни. Ходили на прогулку, была, как, ну, выходили за пределы территории детского сада, ходили на пруд, видели уток, вернулись, рисуем уток. Все абсолютно гармонично, абсолютно понятно, есть яркое впечатление. Или старшие дети рисуем, там, ну, скажем, пруд и монастырь на берегу этого пруда находится. То есть, понимаете, вот когда именно естественная ситуация, когда рисование и задеятельность является отражением впечатлений, мы с вами вчера говорили, это тоже зеркало сознания, это тоже зеркало внутренней жизни ребенка. Тогда это осмысленно, тогда это интересно. Ну и опять же, смотрите, композиции у всех разные. Вот здесь явно видно, что этот снегирь, он где-то был в кустах на самом деле, но кто-то вот прям эти кусты, и тут вот видно, что он в чем-то. Да, кто-то все-таки выделяет ветку, у кого-то тут рябина еще для него висит, у кого-то, причем она в разных местах висит, у кого-то нет этой рябины. По-разному эти птицы повернуты. То есть нет такого, что педагог нарисовал снегиря какого-то одного типового, и дальше все его срисовывают в таком же виде и рассказал, как оно должно выглядеть. Понимаете? Дальше одинаковые снегири. Вот дальше я вам показываю как раз то, как у меня педагоги применяют эту смешанную технику для изображения птиц. Понятно, что фон – это акварель нарисованный. Дальше вот здесь вот какие-то части прорисованы, какие-то части уже это идет аппликация. Причем, вот смотрите, вот эти части пестрые, опять я, господи, показываю этой мышкой, части пестрые, они, это вырезки, это просто из журналов, это там текст где-то местами есть, понимаете? То есть это не цветная бумага, это все не цветная бумага. Вот очень яркий пример, вы поближе, когда рассмотрите, там силуэты, это аппликация маленьких детей, аппликация из готовых форм, потому что птички вырезаны взрослым, это понятно, это видно. Сами изначальные вот эти заготовки, они вырезаны взрослым. Дети их компонуют, но и опять же это не цветная бумага. И вы увидите здесь элементы дорисовывания, прорисовывания, рисования. Вот это очень такая, на самом деле детям нравится именно смешанная техника, они с удовольствием ее используют. Ну и вот, наконец, ага, вот опять же, я же вижу, что мы что-то пропустили. Вот смешанная техника, это дети старшего возраста. Они делали, ну, я так понимаю, что это, видимо, были времена года, такие девушки-красавицы. Здесь есть рисование, здесь есть аппликация бумаги, фольги, и есть уже аппликация ткани. То есть сюда же добавляется ткань. То есть вот очень такая штука. Ну, вот я говорю, что это у меня воспитатели, они сами как-то активно, дети с удовольствием это делали, а воспитатели, которым очень нравилось именно вот использовать всякие там текстили и такие вещи, рукодельницы. И вот, ну, действительно интересная работа в таком жанре. Здесь я вам показываю, как дети рисовали по мотивам вот этой вот работы Анри Матисса «Красные рыбки». Они смотрели репродукции, выбрали, какая им нравится, и вот по мотивам увиденной картины дальше они отражали свои впечатления. Тоже посмотрите, насколько это все разное. Я дала вам здесь адрес художницы, это группа ее на Facebook, она очень много делает таких арт-классов именно по мотивам живописи разных художников, разных авторов разного времени. Если кто-то из вас интересуется этим направлением, с удовольствием этим занимается, то, пожалуйста, милости просим, можно туда зайти, и это очень такая полезная, вдохновляющая, интересная группа. Еще один источник как бы вдохновения для нас в рамках нашей программы – это наша особая программа воспитания интереса, уважения к культурам разных стран. Оранжевая такая методичка наша с Лилией Викторовной Редько, результат 3-летней работы в рамках московского проекта ЮНЕСКО, как
ну да, экспериментальной стажировочной площадки нашего детского сада холдинга образовательного, московского. Я здесь привожу вам примеры художественной работы детей по мотивам. Это путешествие в Японию. Путешествие в Японию занимало у нас где-то не то 3, не то 4 недели. Вообще путешествие в культуру какой-то страны 2-4 недели обычно занимает, заканчивается каким-то ярким праздником и включает в себя, естественно, очень много созерцания различных произведений искусства этой страны, этой культуры. И опять-таки, вот смотрите, в чем смысл. Ребенок что-то посмотрел, допустим, поговорили о веерах, рассмотрели разные веера, изображения, там, как делают и так далее. И естественный итог этой истории – желание самим сделать или нарисовать веер. То есть вот эта изобразительная деятельность, она опять же вытекает из познавательной, это как бы ребенок обратно выливается то, что мы в него изначально вливаем. Но мы вливаем не историю про, опять же, мы не навыками сидим и занимаемся, вот рисуя непонятно почему, непонятно зачем именно что-то. Мы наполняем жизнь детей интересными впечатлениями. И они сами, у них есть желание, интерес отразить это в своем творчестве потом. Естественно, что когда мы говорим, например, про культуру Японии, то рассказали про каллиграфию, искусство каллиграфии, рисование тушью, рисовая бумага, вот эти все вещи. Ну и посмотрели примеры искусства. Ну и вот пример рисунков детей на вот такие японские темы, мотивы. Да, уже было понятно выбор, например, такого необычного формата, вертикального, удлиненного, не характерного для нас обычно. Нет. Ой, опять я не в ту попала стрелочку. Сейчас вернемся. Угу. Нет. Здесь же в рамках вот этой японской темы у нас и возникала огромная, здесь же была и лепка, потому что вот драконов посмотрели, вот драконов лепили. И уж после того, как посмотрели высокохудожественных, действительно интересных драконов, конечно, и лепка получается яркой, интересной, необычной и такой. Это примеры аппликации, тоже на вот такие японские мотивы вы видите, да. Совершенно есть некоторая тема, там, я не знаю, журавль на восходе, на закате, но работа-то совершенно разная, разные позы, разные цветовое решение, композиционное решение. Опять же, нет истории, что показали, и дальше все это воспроизводят. В числе тоже был рассказ про искусство икебаны, и дальше дети делали композиции из природного материала. Это же тоже эстетический художественный цикл, как бы тоже такое вот образование. Очень, на самом деле, интересные композиции. Причем сам по себе материал, он очень простой, он валяется, в общем-то, под ногами, тут ничего такого не нужно, но нужно просто сосредоточиться на этом. Дети с удовольствием делают такие вещи. Это фактически графические работы, несмотря на то, что использовались краски как фон. Опять же, видите, здесь есть и краска, и фломастеры для того, чтобы нанести вот этот орнамент. Изображали, вот украшали разные кимоно. Это в технике аппликации тоже соединение живописи и аппликации из природного материала. Очень красиво на самом деле получилось. Листья, там тоже всякие веточки и так далее. Вот два слайда с примером таких работ. Это оформление уголка в группе по Японии. Ну, конечно, к старшему возрасту, вот у меня уже в группе это не выглядело как отдельно там полочка красоты, отдельно полочка умных книг. Один общий какой-то стол, на котором отражается тема того образовательного цикла, которым мы сейчас занимаемся. Я очень давно не провожу отдельных занятий. Ну, не считая, конечно, математики, например, подготовки к грамоте,
там нужны, они не всегда вписываются, иногда нет. Есть вещи, которые нужны отдельно. То есть эти занятия, да, они бывают. А вот это базовое, основное занятие, оно никогда не бывает занятием одного дня. Это всегда какая-то продолжающаяся история, именно с точки зрения обеспечения когнитивного развития детей, для того, чтобы на какое-то явление посмотреть системно с разных сторон, увидеть его отражение в искусстве, в литературе, узнать что-то про это. Поэтому у нас вот уже, ну, средняя даже группа, старшая это точно, один стол, который, одно место, пространство, удобное, которое всем видно, которое отражает вот эту тему, которую мы сейчас исследуем, изучаем. И мы туда все собираем. Там стабильно есть карта мира физическая, с которой мы как бы соотносим происходящее. И дальше различные, тут и книги, тут и предметы реальные, тут и там куколки, фигурки, все что угодно. То есть вот такая штука, не по отдельности там про красоту и про ум. Ну, это вот в практике так у меня сейчас. Следующая история, которая тоже, естественно, порождает интересную изобразительную деятельность, это постановка спектаклей. Ну, у меня, я уже говорила, что всегда, везде, где я работала, мы всегда занимались театром. Но тоже честно скажу, что всегда это был отдельный специалист с режиссерским, актерским образованием. То есть это не, вот это как раз не то, что делает сам воспитатель, потому что очень тут есть большая специфика, и это сложная работа, и, на мой взгляд, для этого нужно образование специальное. Вот мы с детьми ставили «Кота в сапогах». Я обожаю, на самом деле, эту сказку, очень люблю спектакль, который по ней получается. Его интересно играть, он веселый, он такой, в общем. И вот посмотрите, это изобразительная деятельность детей, которые отражают их впечатления, их понимание этой сказки. Смотрите, сколько сапог у этого кота вообще, как, да? Причем интересно, ведь на всех иллюстрациях книжных кот в сапогах, он изображен стоя, и у него всегда 2 сапога, он стоит в 2 сапогах. Тем не менее, на рисунках детей он идет на 4 лапах, и, соответственно, ему нужно здесь 4 сапога. То есть это свое понимание, а вот здесь на 2. И посмотрите, какая тут сложная композиция, тут и карета, и замок, да, и в общем. И опять же вот эта смешанная техника. Здесь есть и рисование, здесь есть и аппликация. Причем здесь есть и ткань, и бумага, и фольга. Опять-таки, вот что создали, дали в качестве материала, такой результат и получили. Очень, конечно, можно видеть индивидуальность. Легко можно понять, где мальчики, где девочки, да, по композиции, потому что вот кого что интересует. Кого больше замки, кого судьба принцессы. Вот такие вот совершенно потрясающие, на мой взгляд, очень выразительные персонажи. Это фактически такие прям портреты с характером. Ну и я вчера говорила, прием, который описан в методичке, это создание коллективных работ. И я вам здесь показываю примеры свежие вот из нашей как раз группы. У нас сейчас идет такой адвент-календарь, то есть мы публикуем новости в качестве адвент-календаря, новости практиков, кто что делает, вот сегодня, да, что вы сделали со своими детьми в группе, и я увидела вот эти совершенно замечательные коллективные работы. То есть это не коллективная работа, это ребенок каждый рисует что-то одно, и потом педагог собирает это на общий лист. И в итоге получился сначала лес, и потом его заселили снеговики. Это другая группа, другой педагог, но тот же самый принцип. Видите, здесь они чуть более так упорядочены, эти елочки, но, в общем, совершенно замечательная компания. И насколько, конечно, эта работа, ну, как бы богаче, объемнее, чем если экспонировать каждого из них по отдельности. Получается действительно совершенно такой восхитительный, замечательный продукт.
О чем мне еще хотелось еще раз сказать сегодня. Я как бы подумала об этом и решила расширить эту тему, потому что она, безусловно, является современной и на самом деле является таким трендом на будущее. Мы упорно не желаем уже очень давно это как-то воспринимать и в свою реальность включать, информационные средства, компьютерные средства. Я вам уже сказала, что именно вот в процессе работы в эксперименте в рамках ФИРО по возможностям АКТ-технологий в образовании дошкольников я с большим изумлением обнаружила, что творчество с использованием компьютерных средств и совершенно отличается от особой реальности по сравнению с творчеством на бумаге, с бумагой или с пластилином. Оно дает новые и другие возможности. Оно должно приходить в добавление, в дополнение к привычному рисованию лепки аппликации. Вы видели, что все это очень здорово может выглядеть и в условиях, когда никаких занятий по именно формированию навыков никто не проводит. А это именно сопровождающее, естественно, сопровождающее, отражающее впечатление детей реальность, при условии, что впечатления детей разнообразны, интересны, яркие и вызывают у детей желание эту реальность отразить. При условии, что эта реальность включает в себя эстетический созерцательный компонент. То есть мы не только там что-то такое, какие-то знания в голову кладем, но у нас есть все время знакомство с разными жанрами, видами изобразительного искусства и с хорошими образцами. Тогда мы имеем, вот, собственно говоря, такой расцвет и движение, и развитие в собственной изобразительной деятельности детей, без занятий с обучением навыкам. Компьютерная графика, анимация дает ребенку совершенно другие средства, простые доступные средства, которые позволяют ему по-новому экспериментировать и по-новому отражать. Мы можем увидеть другое отражение его внутреннего мира, его каких-то там, опять же, эмоций, его взглядов на жизнь, скажем так. То есть это не вместо, но дополнение очень и очень развивающее, важное, эффективное. Я уже говорила, что меня поразило, что очень высокий уровень речевой активности, высокий уровень сотрудничества между детьми, высокий интерес. Вот когда они рисуют, они не очень интересуются рисунками друг друга. Когда они делают что-то на планшете, на компьютере, они интересуются, они перенимают навыки, у них возникает сотрудничество, они значительно больше коммуницируют друг с другом и с преподавателем, гораздо больше задают вопросов, гораздо более активно используют его в своей деятельности. Вот это очень интересный такой результат. Ну и мы делали разные продукты. Вот, собственно говоря, как выглядит такое занятие. Вы видите, да, что кто-то тут с игрушкой сидит. Ну, соответственно, дети рисуют пальцами. У нас было две истории. Одна, я вам говорила, что компьютерный класс IBM-овский, где все происходит мышью. И второй у нас был эксперимент, когда мы работали на планшетах. Дети работали на планшетах. Планшеты принесли из дома, попросили родителей, потому что в саду их не было. Ну, в общем, это уже техническая сторона, это уже другой вопрос. Дальше я вам хочу показать вот ряд работ, которые получаются у детей, что они делают. Обратите, пожалуйста, внимание, слева. Вообще нам нужно понимать, что в очень большой степени творчество современного архитектора, дизайнера и художника даже обычного, оно тоже в очень большой степени переносится сейчас в информационную среду и используются информационные средства. И то же самое будет происходить и происходит уже с чтением и письмом. Дети обожают набирать текст на клавиатуре.
им это очень интересно, им это очень нравится. Им это гораздо проще, чем рисовать печатные буквы. Опять же, это не для того, чтобы заменить печатные буквы, хотя со временем именно это и будет происходить. Независимо от того, нравится нам или нет, но этот процесс будет. Лично я вообще за то, чтобы разделить эти две истории. Все, что касается ручного письма и рисования, ручного письма, вернуться к классической хорошей каллиграфии, в которой прежде всего ориентироваться на красоту и неспешно заниматься именно каллиграфией. Но все, что касается скорописи, все это должно уходить на, естественно, набор, на клавиатуру, потому что никакого смысла быстро писать руками нет. На клавиатуре это в любом случае будет быстрее. И детям им очень интересно, они любят на клавиатуре набирать слова, делают это с удовольствием, делают это подолгу. И, в принципе, нам пора уже давать им тоже эту возможность. Нам нужно это иметь в нашей развивающей среде, современной, сегодняшней. Это уже все нужно. Ну, очевидно, что уже сейчас это уже, видимо, все-таки будут планшеты. Ну, либо ноутбуки, не знаю, ноутбуки чуть-чуть, планшеты с, ну, как бы, сенсорным простым пальцевым управлением. Вот вы видите, что здесь разворачивается какая-то история, вы видите, что есть большое поле выбора, и дальше мы посмотрим, насколько разные дети в этом поле выбирают. Пальцами можно, опять же, вот так же, как рисовали в песке, можно рисовать на экране, вот смотрите, да, дети делают. Можно сделать свой собственный такой портрет. И вот дальше, да, сюжеты. Что ребенок хочет рисовать, почему именно это? Сейчас мы перейдем на следующий слайд, увидим, насколько, собственно говоря, насколько это контрастно. Откуда берутся гитары, почему лягушки, да, вот как это все компонуется, не знаю. Но, тем не менее, мы видим настроение, мы видим, вот какой-то ребенок создает мир, и мы видим самого ребенка. А вот какой мир создан, например, да? Смотрите, как отличается. Вот сидят два ребенка рядом. Один рисует так, другой... Один рисует, я опять показываю, один рисует вот такой вот зонтик с дельфинами и ромашками на песке. У другого тут какой-то ансамбль лягушек с гитарами, а у третьего вот такие вот, такое пожарище, ну, тоже очень выразительное, а у четвертого вот какая-то такая тут, не знаю, какой-то митинг разнообразных существ. Но интересно, как они располагаются по полю их, так сказать, композиции. Вот то, как можно просто рисовать. Вы видели там девочка, которая, да, она просто рисовала пальцем. Опять-таки, вот примерно это, ну, как бы в одной истории, из одной библиотеки, но насколько разные получаются здесь композиции, насколько разные истории, по сути, рассказывают дети таким образом. Чем интересно, чем отличается вот эта компьютерная штука? Тем, что, я уже об этом говорила, тем, что ребенок здесь действительно, вот этот вот характер изобразительной деятельности, что, по сути, это игра на плоскости, в компьютере это снова становится игрой, живой игрой с движением, и ребенку интересно именно это. Он легко может все это двигать, перемещать и менять. Понимаете, когда ты нарисовал, уже все, то, что написано пером, не вырубишь топором. А здесь все можно поменять, все это динамично, и ребенку нравится играть с этим. По сути, на экране он играет. И для меня все время была это довольно такая сложная. Видите, тут неважного качества фотографий, потому что это ты делать принтскрин, ну, не успеешь. Я просто бегала и фотографировала за детьми то, что получалось, потому что в следующий момент это может совершенно измениться. Мы делали... ну, наверное, давайте вот именно сейчас я покажу вам видео. Один из первых опытов, когда мы брали... Сейчас я уберу только звук, чтобы он вам не фонил. Здесь, в этой работе, вот, так же, как и в прошлый раз, здесь собраны работы разных детей.
на тему моря. А вот сами по себе волны и солнце дети рисовали сами. На компьютере. И вот, да, здесь опять-таки можно, та самая история, что изображение, снова с ним можно играть. То есть можно создать маленькое кино, можно создать маленькую историю. Детям это очень нравится. Вот видите, там написано, нарисовано небо и море – это рисованная часть, а дальше это готовые картинки, которые накладываются на это, появляется сюжет. Вот видите, ребенок здесь взял птичек, а другие птичек не брали, например. Тут вообще всех много, у кого-то меньше. Очень забавная, конечно, эта красная рыба. Вот видите, это два ребенка, которые рисовали вместе. Они захотели это делать вместе. Друзья, им было интересно, они с удовольствием, они обсуждали. Речевая активность, я еще раз хочу сказать, просто вот ни на каком занятии ты такого не добьешься. Совершенно потрясающе. Вот они там придумывали это все и реализовывали. Девочка, видимо, что да, рыбки немножко здесь поменялись, вот этих цветных мы у мальчиков не видели. То есть, опять же, этот выбор, он тоже такой какой-то интересный образ здесь этого черного корабля. Он потом уходит. Здесь, видите, берег, и там какие-то люди, вот совершенно, да, какая-то другая концепция, и больше рыбок нарисовал сам. Солнце вот какое тут, прям, с лицом. То есть вот каждого ребенка очень видно индивидуальность.
Здесь вот четко, видите, какой порядок. Все стоят, кораблики ровно, рыбки тоже без таких вот хаотичных историй. Рыбки плавают в воде, никуда не прыгают из воды. Вот совершенно другой характер, совершенно другая, опять же, там когнитивная схема, если можно так сказать, у человека, у ребенка. И очень хорошо это видно. Отлично. Так. Нет. Похоже, что я презентацию, что ли, ту брала. Сейчас. С которой мы работали. Сейчас вернемся. Я просто... нет, не убрала. Вот она, все нормально. Все нормально. С помощью на планшете, на компьютерах мы также создавали открытки поздравительные вот на 8 марта. И сейчас я, пожалуй, так, да, тут нормально. Сейчас. Ну, вы заодно чуть-чуть. Вот открытки, которые дети делали на 8 марта, например. Мне на самом деле очень хочется вдохновить кого-нибудь из вас. Дети с очень большим удовольствием включали в эти композиции фотографии своих мам. Им очень нравилось. И, в общем, и дальше это, по сути, они выбирали вот из библиотеки, что понравится маме, что ее порадует. Очень такое было трогательное занятие. Ну, я вот эту открытку очень люблю. Смотрите, какая тут. О, прям шикарная, по-моему, мечта. И совершенно, опять же, вот посмотрите, насколько разная концепция. И тоже давайте поймем, что в непосредственном вот изображении не получится. Вот с этим мальчиком у нас была, Максимом, чудесная совершенно история. Ну, сейчас досмотрим, я расскажу. Вот. Это нельзя, ну, как бы, вы понимаете, что средствами рисования такой вариант, такой эффект получить невозможно. И мы отправляли, ну, то есть эти открытки мы, соответственно, отправляли по там электронной почте, тогда сейчас бы просто в WhatsApp отправили, ну, родителям именно вот от имени их детей, каждый фрагмент, потому что это, да, короткое такое видео вот с 8 марта. Характер появления вот тут интересный тоже, он тоже разный у разных Максим, значит, он делает открытку, говорит, так, вот там была такая синяя, он сидит, говорит, так, значит, вот я хочу там синий, вот будет синий фон, там синее еще что-то. Я говорю, смотри, к этому фону можно там добавить какие-нибудь там розы, например, но не имется же. Он у меня так посмотрел. Или я как-то сказала, типа, мне там нравятся, допустим, там какие-то, смотрела, сказала, я же открытку не для тебя делаю, а для мамы.
Мама у меня любит синее. И продолжен собирать вот эти вот синие всякие элементы. Сейчас я покажу вам еще один ролик. На самом деле мы в составлении программы вот этой студии компьютерной графики анимации мы занимались этим вдвоем. Преподавателя вы видели на фотографиях. Это молодой инженер. Мы с ним работали как бы вот в нескольких местах, эту программу опробировали. Но, ну, собственно, вот он здесь на фотографии с детьми, но, конечно, отбор содержания мы очень подробно обсуждали. И это содержание, оно следовало опять-таки за тем, чем мы, в принципе, занимались с детьми в группе. И у нас интересно очень, там есть ролики, дети составляли интерьер детской комнаты. И делали всякие, про животных у нас были ролики, и путешествия по странам, как бы то, что, собственно, мы изучали. В общем, тоже шла вот это вот выбор этого содержания, он тоже был связан с тем, что происходило. Ну и вот мы делали такое новогоднее поздравление, новогодние ролики. Тоже сейчас можно посмотреть. Здесь мне интересно, почему я хочу его вам тоже показать. Там интересно, если вот 8 марта там интересны были психологические моменты, то здесь интересны именно такие зрительно-изобразительные. Вот такие открытки, на самом деле, то, что вот дети делали, я потом распечатывала, ну, при принтскрин, и распечатывала именно как открытки, и мы поздравляли этими открытками и сотрудников, и родителей, дети поздравляли. Потому что, на мой взгляд, очень такие интересные, красивые, нестандартные, яркие, богатые композиции, композиционное решение. Я уже не говорю, конечно, о развитии умения просто пользоваться самим по себе техническим средством, открывать окна, находить вот эти разные способы анимации. Я говорила, что это все абсолютно сделано самими детьми, никто не... Татьяна Валерьяновна, они делаются в PowerPoint. Вот просто PowerPoint. Здесь готовил преподаватель для них базы. Вот, смотрите, ну когда ребенок нарисует 3 солнышка, 3, это же просто, по-моему, чудо совершенно. 4 уже. И они еще могут двигаться всячески. Почему здесь появились следы? Не знаю. Кто-то куда-то идет. Елочки растут. И тоже кто-то идет. Кто-то идет. Посмотрите, как по-разному, да, она добавляет, именно каким движением она это использует. Совершенно другое солнце выбирает. И вы видите, что здесь есть фон. Ребенок выбирает фон, выбирает солнце, выбирает елки. Ну и дальше вот он там может что-то еще добавлять. Выбирает способ, как это все появляется.
Вот у Дениса, например, ему захотелось, чтобы снежок падал. Видите как? Совершенно другая идея. Вот этот фон мы уже видели, но здесь вот, да, будет такая другая композиция. Здесь именно снежинка будет в центре. Снежинки, не солнышко, не луна, следы белые. Ну, прекрасно. Вот совсем другое солнце. Такой темный, тот же самый темный фон, и солнце совсем другое, совсем другая история, совсем другая композиция. Снова два солнышка. Вот меня восхищает совершенно елки, разнообразие, солнышки. Вот видите, на этой работе они дружат, они не просто 4 в ряд, а явно у них есть какая-то такая контакт, коммуникация, симпатия. Солнышко тоже абсолютно другое. Никто вот так с солнышком не работал, как эта девочка. Видите? О, это вообще даже больше история получается про солнышки. Размер следов дети, видите, тоже могут его менять, варьировать. А Федя захотел, чтобы луна была. И вот дети начинают наряжать интерьеры к Новому году. Да, ну тут вообще такая очень веселая история, потому что многие включают сюда всяких животных, сами выбирают изначально интерьер, который они хотят украшать. Видите, они совершенно разные. Конечно, детям, видите, многим хочется много, прежде всего, домашних животных. Главное украшение интерьера – это кошечки и собачки, и попугаи, и все. Эта комната многим понравилась, многие захотели с ней работать. Вот я чувствую, надеюсь, что, по крайней мере, Татьяне Валерьяновне уже вдохновляет эта история. А мы просто говорили о том, чем можно таким новеньким, креативным заняться. Я говорила, что есть у нас программа по компьютерным технологиям в детском саду, но и есть идея еще, как можно заниматься с использованием фотографии, потому что тоже такой современный вариант. Вот, смотрите, совсем другой интерьер, да? Здесь вот подарочков нам побольше нужно, подарочков. Какое место занимают котики в этой жизни, сколько котиков. А здесь чего действительно мелочиться уж, пусть елочек тоже будет. Понимаете, вот сложно, чтобы ребенок такой, нарисовал, а здесь это более возможно. То есть это такое пространство, оно по-своему, в нем меньше условностей, более, что ли, свободное. Да, вот здесь снова будет много. Ага, сейчас скоро. Смотрите, здесь вот кто-то из детей поиграл у нас еще и с цифрами. Это был 2015 год, 5 лет назад. И вот, да, собирают из разных, выбирают цифры, собирают, то есть математика, вот она тоже не чужда. Есть мы тоже упражняемся, практикуемся в процессе. Смотрите, какая лаконичная открытка. Очень целостная такая, законченная, красивая. У Лизы тоже, видите, она совсем другая, нет никакой хвои, но тоже очень, с точки зрения дизайна, такая выдержанная. А есть вот кому побольше персонажей. Мне очень нравится, например, что совершенно разные дети, смотрите, выбирают цифры. Они не выбирают все цифры одинаковые. Интересно, вот хвоя, например, с цветочками, правда, сочетаются, тоже неожиданно. То есть вот какая-то дизайнерская мысль, она здесь, опять же, больше у нее есть возможностей, импульсов.
А кто-то вот одинаковые как раз цифры. Прекрасно. На самом деле, чтобы 4 цифры одинаково вращались, это очень непростая штука, чисто, ну, технически это нужно понимать, как это сделать, их нужно выделить как целое. То есть... А здесь дети играли с буквами, со своими именами, потому что им нравится, да, писать имена, и вот они тоже на эти открытки заводили свои имена. Вот это вообще сложно. Представляете, Елизавета она сама написала, и вот еще все это вместе, чтобы крутилось. Угу. Котики наши все. Угу. Отлично. Так. А сейчас я загружаю следующую презентацию свою. Ну вот, собственно, нет таких условий в детском саду. Наталья Яковлевна, условий, собственно говоря, каких нет? Значит, я вот ответила Татьяне Валерьяновне. На самом деле это у нас был как раз разговор вот с преподавателем этой студии Андреем. Он решительно стоял на том, что нужно сразу учить детей работать в нормальных взрослых программах. То есть не нужно вот этого чего-то такого детского, какого-то непонятненького, а нужно сразу. И вот он предложил, нет компьютеров для детей. Так вот я о чем и говорю. Здесь компьютеры-то сейчас уже не нужны компьютеры. Все это делается в программе PowerPoint, которая, ну, как бы может быть в любом планшете. Планшет можно попросить родителей в конце концов принести, либо в конце концов есть деньги на приобретение, да, средств, ну, там, оборудования, игрушек. И можно закупить эти планшеты, 30 штук на детский сад, и уже всем ими пользоваться, понимаете? На самом деле это сейчас для этого, ну, практически... Считай, что ничего не нужно. Не нужны никакие компьютерные классы, опять же, не нужны, собственно, компьютеры. Это все можно, в принципе, делать сейчас в телефоне. Но в телефоне это там мало места, это как бы не очень удобно. Не сказать, совсем неудобно. Один нужен, естественно, компьютер, но он всегда в детском саду есть, потому что у всех детских садов сейчас есть сайты свои, для того, чтобы это монтировать. Вот, скажем, монтировать ролик – это работа. Но... отправить родителям то, что сделали сами дети без монтажа, вот просто в таком виде, это совершенно такая, в общем, простая, доступная, реальная вещь. Хорошо, продолжаем. Значит, мы с вами, ну вот как раз благополучно, теперь давайте как бы соберем этот пазл нашего представления о современном формате планирования применительно к современному детскому саду. Значит, с нашей точки зрения, в программе тоже мы это выделяем, мы формируем модель дня, модель недели, модель месяца и модель года. Точно так же эти же ступени планирования существуют и в самой деятельности планирования педагогов как таковых. Ну, понятно, что день планирует воспитатель, неделю планируют, в принципе, тоже воспитатели, но уже планируют, ну, как бы обычно вместе, да.
А вот планирование месяца, например, я не знаю, как это происходит у вас. У нас всегда мы собирались на педсовет либо в конце предыдущего месяца, либо прям первое там числа следующего. И месяц мы планировали всегда коллегиально. То есть мы обсуждали, какие идеи есть у педагогов каждой группы, про что они хотят поговорить с детьми, чем они хотят заняться. Я вообще большой сторонник того, чтобы в детском саду, если вы работаете по одной программе, хочу на всякий случай обратить внимание на то, что в ГосДО дало нам уникальную возможность. В принципе, в детском саду разные группы могут работать по разным программам. И это по-своему разумно, потому что не всегда есть педагоги разного уровня подготовки, возможности. Иногда просто не получается весь коллектив, допустим, перевести на какую-то программу, но при этом нет необходимости тормозить других людей. То есть это вот тоже элемент индивидуального подхода, индивидуализации уже применительно к педагогу. Если, в принципе, детский сад работает по одной программе, работает как единый коллектив, он более-менее однородный коллектив, я всегда на самом деле за то, чтобы мы двигались в каком-то приблизительно одном направлении. И потому что это очень облегчает подбор материала, обмен информацией и так далее. Более того, работа вот стажировочной площадкой в течение 3 лет, она показала, что мы прекрасно можем использовать также возможности своих коллег и друг друга. Если у нас есть какое-то объединение, причем использовать в буквальном смысле этого слова. Я эту модель, которую я называю педагогическая антреприза, апробировала, работая с начальной школой. Частная школа. Туда пришла работать преподавателем театрального мастерства Лариса Ивановна Царенко, многолетний соавтор по программе «Наследие» и преподаватель актерского театрального мастерства везде, где я работала, вот, пока мы работали вместе. И она пришла туда работать, и директор пригласила меня с программой «Наследие», но именно на ступень начальной школы. И мы разрабатывали там продолжение, у нас есть наследие для начальной школы, и вот там как раз мы попробовали эту модель. На самом деле, конечно, у учителя большая нагрузка, мало времени, и очень много ему нужно всякого сделать, и мы пришли к такой форме планирования, когда мы берем на месяц одну какую-то тему, допустим, у нас там осень, человек славен трудом, и разные педагоги для разных классов берут разные аспекты этой темы, готовят какие-то занятия. И потом это занятие педагог проводит в своем классе и во всех остальных классах, в классах своих коллег. Таким образом, у нас получалось, что педагог в течение года готовит одно, максимум 2 занятия, а дети получают, соответственно, 5, 6 или 12 занятий за год. Очень качественных, хорошо подготовленных, интересных и так далее. То есть вы понимаете, какая колоссальная здесь экономия силы, времени конкретных людей, просто взрослых педагогов. Они очень оценили эту историю. И детям интересно, когда приходят новые люди. В общем, вот этот метод педагогической антрепризы потом я перенесла, когда мы начали работать в проекте ЮНЕСКО. У нас было 30 стажировочных площадок. Мы распределили между собой, кому что интересно, кто что хочет делать. И дальше вот просто приходили друг к другу в гости с теми занятиями, которые мы подготовили. Кто-то делал цикл занятий по Италии, проводил в своем саду и еще в нескольких садах те, кому хотелось, кому это нравилось. Делали занятия, там, цикл занятий по Франции, тоже проводили у себя и у коллег. Таким образом, у детей была очень такая яркая, интересная, насыщенная жизнь, а у взрослых не было вот этой вот перегрузки, перезагруженности, было время отдохнуть, так сказать, прийти в себя, подготовиться к чему-то следующему. Поэтому на самом деле вот можно подумать об этом и
если планировать работу детского сада именно таким образом, чтобы люди могли что-то делать у себя, еще у двоих-троих своих коллег, чтобы сократить время и силы на подготовку. Поэтому, в принципе, смотрите, у нас сегодня еще будет с вами такая подтема про праздники. Праздники есть, они как бы такие локальные, а есть ну, как какие-то периоды, которые мы все равно проживаем достаточно в одном потоке. С моей точки зрения, это вот осенний период, сентябрь, это осень, праздник урожая, осенины. Мы все равно находимся в одном потоке темы дары природы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, хлеб, вот, да, сельскохозяйственный труд. То есть мы где-то вот в этом. И дальше мы свои праздники тоже планируем. У кого-то праздник хлеба, у кого-то именно осенины фольклорные, у кого-то это литературно-музыкальная композиция об осени. Но это все приблизительно в одном пространстве. И поэтому занятие, которое один человек приготовил про овощи и фрукты, он прекрасно может и интересно провести в нескольких тоже группах в детском саду. А тот, кто готовил историю про хлеб, тоже может с этой историей, по крайней мере, в своей старшей, параллельной старшей, в подготовительной группе к средним детям прийти, немножко упростив содержание. То есть, понимаете, вот здесь, возможно, такая вот интересная организационная история. Но это уже вопрос скорее к вашим старшим воспитателям. Но вот мы всегда планировали вместе. То есть, на мой взгляд, старший воспитателю неплохо иметь представление все-таки, что люди собираются выбирать себе в качестве тем для своих образовательных циклов, проектов и так далее. То есть вот месяц мы планируем, и неплохо, когда коллектив детского сада, он просто в принципе в курсе, какие идеи у человека за стеной. То есть вот я начинала с того, что в нашей концепции детский сад – это открытая система. Но точно так же группа должна быть открытой системой. Это не должно быть, что каждый в своем таком дому, в своей норке сидит и что-то свое замечательное делает, но при этом очень мало сообщается с коллегами и соседями. Мне кажется, что интереснее, эффективнее и больше энергичней жить все-таки, имея представление, более тесным таким коллективом, больше сотрудничать. Поэтому у нас такая была модель. Ну и естественно, что планирование года происходит в начале года образовательного, это конец августа, начало сентября, когда всем коллективам, опять-таки, мы выбираем, какие мы будем проводить праздники, как мы будем их отмечать, что у нас будет проходить по группам, что у нас будет проходить во всем детском саду, какие вообще формы еще работы, кроме праздников, что мы хотим, какие-то фестивали, выставки, конкурсы, не знаю, что еще, в общем, мы будем делать. Также мы планируем свою педагогическую жизнь, тоже, что у нас будет, какие у нас там будут тематика наших педсоветов, консультаций, лекций, мастер-классов, что нам нужно, что мы хотим. Вот эти две модели жизни, жизнь с детьми, профессиональная, и жизнь самого педагогического коллектива. Все это планируется коллегиально и планируется в начале года. У нас таким образом есть вот эта вот история. На самом деле я очень давно мечтала сделать такие яркие, красивые, радужные планеры. И много лет предлагала издательству это сделать. Я хотела, чтобы были фирменные там и наклейки на шкафчики, календари, всякая там продукция канцелярская. Все это так, в общем, пока все говорили, да, интересная идея, но на этом все останавливалось. Знаете, в этом году, благодаря нашей работе в социальных сетях, совершенно неожиданно, я, честно говоря, достаточно лениво в это включалась и получила такой какой-то живой отклик. Очень быстро у нас практически каждый день приходят новые люди в группы в социальных сетях. Я чуть ближе к концу, я скажу, две группы у меня активно работающие в социальной сети именно ВКонтакте. Я их сделала параллельно. ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Но активная жизнь пошла именно ВКонтакте. Я такой человек, что, знаете, я как бы откликаюсь на ответную реакцию. Если ответной реакции нет, то, собственно говоря, мне точно всегда есть чем заняться. Поэтому на Facebook
У нас группа очень такая, практически она малоподвижная. И в Инстаграм та же штука. Одно и то же публиковать везде, вот у меня характер не для этого, мне не интересно, честно. У меня даже вот методическая мастерская и программа «Радуга», что-то я оттуда туда перебрасываю, но в принципе они разные, то есть там отнюдь не всегда одно и то же идет. И люди там тоже частично есть те, кто и там, а частично они тоже разные. Есть вещи, которые я... Групп две, уж раз я начала говорить, одна прям называется, и первая, которую я создала, была программа «Радуга». Она так и называется, программа «Радуга». А вторая группа, вот, которая год назад создана была, методическая мастерская. Мои коллеги настаивали, что она должна называться методическая мастерская Елены Соловьевой. Я уступила, потому что я уважаю мнение своих умных друзей. Но, в принципе, если вы наберете методическая мастерская, то она у вас сразу же и появится. Их там всего 3 наименования. То есть я ее называю просто методическая мастерская. Там я могу реализовать себя и свои идеи сейчас именно как методист. Мне это интересно, я предлагаю людям, они иногда какой-то отклик от них идет, что они что-то делают. В общем, у нас интересное такое там профессиональное общение. К чему я это? К тому, что, ну вот, собственно говоря, да, там как раз вот в рамках этой работы много как-то нового стало появляться. Так вот, и в частности про планирование года и то, как можно его себе представлять. Значит, первая модель дня. Модель дня задает нам ритм жизни группы. В модели дня у нас есть фиксированные моменты, режимные, да, еда, сон, прогулка, и то, что мы выносим как ежедневная традиция, то есть то, что мы делаем с вами каждый день. Ежедневные – это традиции не ежедневные, это традиции недельные. Ежедневно, что на сегодняшний день мы предлагаем – чтение художественной литературы. Я предлагаю сразу найти в режиме дня вашей группы одно и то же фиксированное время. Вам так будет проще. Чтение художественной литературы. Я предлагаю это делать во второй половине дня. Где-нибудь либо сразу после полдника, перед полдником, перед выходом на прогулку. В зависимости от возраста 5 минут, 10 минут. Ну, наверное, 10-15 это максимум. Может быть, 12 минут. Для старших детей, но в одно и то же время, чтобы иногда читают перед обедом, мне не очень нравится это время, иногда читают перед сном, мне не очень нравится это время, я вам уже говорила, я ни с кем не спорю, просто я говорю, как вот мне кажется, что лучше читать ближе перед прогулкой, либо сразу после дневного сна, перед полдником или после полдника. На мой взгляд, каждый день нужно проводить артикуляционную гимнастику. Это 3 минуты, максимум 5. Но это должно стоять у вас в режиме дня, иначе вы будете про это забывать. Пальчиковая гимнастика еще 3-5 минут. То есть все вместе, конечно, это надо проводить вместе, наверное. Это 10 минут, это окей. Это как раз можно делать там, вот пока, допустим, обед вы ждете, можно вполне. Можно между там какими-то видами активности. Я уже вам говорила, я сейчас вот предлагаю вносить это буквально в этом году. Вот я поняла, что меня доконали физкульт-минутки. Танцевальные разминки. Тоже прям внести себе вот в распорядок. И вот знать, что у нас вот, допустим, вот это познавательный большой был блок. После этого мы разминаемся, мы проводим танцевальную разминку. Это очень органично, очень естественно. Ну, утренняя разминка, понятно, перед завтраком, утреннее общее приветствие, понятно. Круг добрых воспоминаний, вы знаете, это перед выходом на прогулку. И ежедневно проходит вот это базовое занятие. Давайте я его так и буду называть. Базовое занятие образовательного цикла. Это познавательная деятельность плюс творчество, ну и плюс возникающее там внутри развитие речи. Нормы и традиции жизни группы. Я здесь для вас сделала эти слайды. Еще раз, традиции у нас есть утро радостное. Это недельные традиции. Понедельник – утро радостных встреч, сладкий час вечер среды, круг добрых слов – это ежедневная история. И нормы жизни группы. Мы с вами говорили. Нельзя бить, обижать, нельзя без разрешения ломать и портить, и нельзя трогать
и брать чужие вещи. 3 запрета, которые обеспечивают вам комфортную, спокойную жизнь вашей группы. Модель недели, значит, вот там у нас как раз, ну вот здесь как раз утро радостных встреч. И новое, что я с этого года ввела, это традиция вечерний культурный досуг. Я его сейчас спектакль, либо вариант «Приходи, сказка», либо кинозал. «Приходи, сказка» – это у нас такая была практика, когда приходит актер и читает детям сказку. Есть у меня видео, я могу показать, как это выглядит, если нужно. Не знаю, потому что пригласить актера нужно опять-таки иметь, то есть ему нужно что-то заплатить, для этого нужны средства, нужны деньги. Но практика сама по себе очень хорошая. Общеупотребимая практика, которая вот сейчас, мне кажется, очень правильной. Я это называю сейчас кинозал по пятницам. То есть в пятницу вечером после сна и полдника мы просто садимся и смотрим какой-то хороший детский фильм, мультфильм хорошего качества. Я уже говорила, что это тоже традиция актерского мастерства, это традиция зрительной культуры, это тоже важная часть духовной культуры нашего народа. И сейчас нам важно транслировать это детям, потому что голливудское кино, американское кино, очень мало на самом деле мы видим европейского кино для детей, в основном именно это американская продукция, она очень специфична и не очень стыкуется с нашей общей культурой российской, в чем-то она ей противоречит, поэтому, на мой взгляд, сейчас очень важно, чтобы дети наши успели познакомиться с действительно подлинными такими шедеврами игрового кино и мультипликационного кино. И прекрасно можно смотреть со старшими тоже, конечно, записи спектаклей. Ну и вот модель года. Да, я начала говорить, что вот у нас есть с вами в сентябре определенный цикл, в декабре это новогодний, мы все живем Новым годом. В феврале и дальше, собственно говоря, возникают праздники, которые как бы структурируют нам эту модель года. В марте женский день, веснянка, свистунья, в апреле, вот тема праздников здесь, она очень активно возникает. В апреле Международный день космонавтики для нашей страны, он особенно имеет значение, именно потому что мы первыми вышли в космос, об этом нужно много, ярко, громко и убедительно говорить. И вообще привычка гордиться своей страной, знать и то, за что мы имеем право ей гордиться, она очень важна для формирования гражданского самосознания, патриотического чувства, патриотического отношения. Ну и май – это у нас, конечно, День Победы, это понятно. Так, а я вот сейчас пытаюсь понять, где же у меня, собственно, история про праздники. И она у меня, видимо, стоит отдельной такой темой. И я бы хотела сейчас именно эту тему с вами быстро проговорить, потому что эту презентацию тоже, конечно, вы получите. Потому что именно вот этот вот календарь праздников, он структурирует во многом вашу годичную историю. И я хочу поделиться тем, как, ну, скажем, мы в «Радуге» воспринимаем разные праздники и подход к их организации. Потому что на самом деле то, что я вижу в массовой практике зачастую, вообще вся жизнь группы, она от праздника до праздника. То есть такое количество там чего-то, что воспитателю нужно делать, это касается и заучивания, и повторения, там всяких каких-то декораций, костюмов, что вообще жизнь, она становится таким обслуживанием вот этой вот праздничной деятельности, празднично-показательной, что, конечно, не есть правильно, не есть хорошо. Я жду, чтобы
Вот она. Ага, отлично. Значит, цель любого праздника – это, да, создание, прежде всего, атмосферы. Цель любого праздника – это прежде всего удовольствие. Это радость, это веселье и так далее. И важно, что есть праздники, которые весь наш народ отмечает в одно и то же время. Это гражданские праздники. Новый год, 8 марта, День Победы. Это те праздники, которые мы отмечаем, так сказать, всем миром. Масленица, в общем-то, тоже стала таким, но на самом деле это все-таки фольклорный праздник определенного народа, поэтому здесь вот эти праздники, важно, что повторяемость ритуала обеспечивает как раз структурирование года для человека, и здесь нужно вот совершенно к этому, так сказать, соответственно, с пониманием относиться. Вот какие праздники, в принципе, у нас есть классификация своя праздников, и вот на этом слайде я хочу остановиться. Значит, смотрите, вот общегражданские праздники, с которых мы начали, вот они здесь перечислены правильным образом. Новый год, 23 февраля, 8 марта и День Победы. 23 февраля мы в «Радуге» рассматриваем как, да, День защитников Отечества и в первую очередь как мужской праздник. Все-таки мы не педалируем там историю, что женщины тоже могут. Вот мы все-таки 23 февраля и 8 марта рассматриваем как мужской и женский дни, мужской и женские праздники. Понимаете? Вот с таким акцентом. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но мне представляется на самом деле важным, потому что не очень правильно, что в наших календарях есть очень яркий женский день, когда все понимают, что пройти мимо нельзя, он очень такой, я бы сказала, гиперактивный. И совершенно нет никакого ему в равновесии. Должно быть что-то, что ровно так же акцентирует значение, доблести, вообще значимость в жизни мужской части населения страны. У нас с этим немножко как-то проблематично. Я не очень с большим энтузиазмом отношусь к большому внесению в календарь энного количества праздников не наших, которые у нас нет как бы к этому корней, потому что есть еще, например, вот недавно был День матери, при этом никто не празднует День отца симметричный, который есть. Опять же, вот празднуют День мамы, а 8 марта тогда мы что празднуем? То есть это женский день, а тут вот именно мама. И опять, вот понимаете, честное слово, мне кажется, что это немножко уже перебор, тем более, что это конец ноября, фактически мы уже входим в Новый год, здесь снова появляется День мамы, хотя это, как бы здорово, но просто дублируется содержание, его немножко многовато, мне кажется. Поэтому здесь нужно как-то тоже к этому ко всему подходить, вот как у нас сегодня мы начинали со слов «здравый смысл». Нужно как-то включать здравый смысл. Вот почему, для чего мы это делаем. Если хочется, если вы это видите, это все можно. Просто я говорю, что вот мы в программе выделяем как основные вот эти. Теперь дальше, смотрите. Есть сезонные праздники, которые фиксируют именно время года. Здесь обязательно должен быть тоже региональный компонент, потому что они отличаются. И эти праздники мы делаем на основе народных традиций фольклорного календаря. Я сейчас буду говорить про традиционный, русский народный календарь. У нас есть осенний праздник урожая, есть праздник встречи или проводов зимы, это как раз Масленица, и встреча весны Веснянка. То есть у нас в рамках вот нашей культуры 3 праздника: Осенины, Масленица и Веснянка, Свистунья. Они делаются на основе фольклорного материала. Они по духу своему фольклорные. И это более чем достаточно для того, чтобы вот эти корни, дети напитались этим, и, в общем, для того, чтобы не заниматься фольклором круглый год, потому что это тоже совершенно ненормально. Для современного человека у нас есть и другое содержание должно быть обязательно. Праздники-сюрпризы раз в месяц для малышей можно чаще. Это внутренний групповой локальный праздник какой-то, какой вы придумали. Вот, например, я вам говорила, что 15 декабря, Международный день чая, локальный праздник в группе может быть вот такой вот чайный день. Да? Или там какой-то для малышей, я тоже отправлю вам в качестве
ну, как бы дополнение, презентацию наших коллег для маленьких детей. Праздник бантиков, праздник фантиков, праздник мыльных пузырей, праздник воздушных шариков, праздник там лодочек. В общем, тут можно изобрести много всего. Суть праздника сюрприза – это, опять же, какая-то интересная сенсорика. Всегда. Праздник там весной может быть воздушных вертушек, праздник свистулек и так далее. Для старшего дошкольного возраста очень важно включить в ваш календарь профессиональные праздники, причем, опять же, с учетом регионального компонента. День шахтера, день нефтяника, день строителя, там где-то активно развивающиеся отрасли. При всем желании день шахтера в Москве мне сложно его отмечать. С днем нефтяника тоже не очень получается. День строителя гораздо более органично у нас выглядит, потому что как бы, ну, стройка у нас везде. Международные праздники экологической направленности. День земли, день воды, день птиц, день моря. Международные праздники социальной направленности. День улыбки, день спасибо и так далее по вашему выбору. Вот обратите, пожалуйста, внимание вот на эту историю, потому что она тоже вам может позволять отбирать содержание, структурировать и делать вот какие-то интересные образовательные события. Ну и, наконец, значит, праздники у нас делятся, есть 3 категории. Праздник для детей. Я буду сейчас говорить о том, что Новый год с нашей точки зрения – это праздник для детей. То есть, когда мы делаем спектакль, приезжает театр в детский сад, это праздник для детей. Да? То есть, когда мы делаем все, чтобы дети получили удовольствие для детей и без родителей. Потому что включение родителей всегда ваш акцент и фокус внимания. Родители требуют вашего внимания. То есть, ими нужно заниматься. Их нельзя просто так, и вот, да, а дети получают... Нет. Дети себя чувствуют в присутствии родителей по-другому. Для детей без родителей. Второй вариант – это когда мы делаем праздник с участием родителей. Вот все фольклорные праздники очень хорошо проводить с участием родителей. То есть родители делают то же самое, что дети. Мы вместе водим хороводы, вместе поем песни, вместе играем в игры. Понимаете? С участием. И третий вариант. Когда мы делаем праздник для родителей. Мы ставим спектакль для родителей. Мы делаем концерт для родителей. Мы им. То есть здесь ребенок, он четко знает, что он пришел не получать удовольствие, не веселиться. Он пришел как артист, как актер. Он пришел для того, чтобы родителям показать то, что мы сделали. Там, сыграть, спеть, станцевать или показать спектакль. Это очень важный момент. Вот важно это все в одну кучу не валить, не путать, потому что это очень часто происходит. Классический детсадовский утренник – это именно все в кучу. И не очень до конца понятно, какая при этом реализуется цель. Вот поэтому вот эта классификация, эта логика, она очень важная. Каждый праздник в себя включает угощения, украшения, песни, музыки, подарки, пожелания и так далее. Ну и вот дальше прям быстро по праздникам. Новый год. Значит, смотрите. Я очень за то, чтобы сейчас понятно, что уже вы все спланировали, все уже готово, а я на будущее. Я очень за то, чтобы вот было ясное понимание, когда нужно отчитаться о проделанной работе кому-то, допустим, музыкальному руководителю. Вот музыкальный руководитель по своему образованию готовит с детьми для родителей концерт. На этом концерте дети поют. И что они там еще с музыкальным руководителем, что он умеет учить их делать прилично. Что они там танцуют у него или они у него музицируют. Я бы считала, что у музыкального руководителя, как правило, это образование такое, что, по идее, он должен уметь детей учить петь и музицировать, играть на музыкальных инструментах. У нас прекрасная программа музицирования Ирины Галянт. Это именно музицирование. Я уже говорила, что вы ее можете брать как парциальную программу, в принципе, как программу дополнительного образования, но она очень хороша. Вот поют и музицируют, все этого достаточно. Не надо туда никаких, опять же, не нужно из этого делать композиции, не нужно делать сюжетов, не нужно делать спектаклей с дурным сценарием, непрофессионально, нехорошо написанным. Не нужно учить никаких стихов.
И тогда, понимаете, вся эта история, она не падает на воспитателя вот этим бесконечным, вот этими бесконечными репетициями. Человек, который о своей работе отчитывается, он же этим и занимается. Он занимается с детьми. Единственное, что можно сделать, можно спланировать дополнительные встречи, дополнительные репетиции, дополнительные занятия перед этим концертом. И человек отчитывается о своей работе. Дети поют, дети играют на музыкальных инструментах, но если он занимается еще какими-то танцами, то они могут еще и танцевать. Хотя мое глубокое убеждение, что танцами нужно, чтобы занимались профессионально обученные люди или никто. То есть здесь вот или специалисты, или уже оставить это. Но это, опять же, на ваше усмотрение. Но это концерт. Рождественские концерты – это прекрасная культурная традиция, которая давно существует. А если у вас есть театр, значит, вы можете ставить новогодние спектакли. Если нет, то концерт – это более чем достаточно. Вот это отчетное мероприятие для родителей. А вот Дедушка Мороз и вся эта история – это чисто для удовольствия детей. Поэтому у нас дети никаких стихов не учат. Никаких стихов они никому не рассказывают дедушке. Он приходит для того, чтобы с детьми поиграть. Идеальный вариант, самый идеальный, какой у меня был, это, конечно, у нас был пансион. Да, я не обсуждаю, что дедушкой должен быть мужчина, не должна это быть тетенька, переодетая в валенки и с наклеенной бородой. Это энергетически должен быть мужчина, понимаете? И когда нам удалось, мы делали, несколько лет у нас был один и тот же мужчина, мы с ним начинали, вообще встречались или наоборот потом выходили. Вся эта история у нас была на улице. То есть он катал детей в санках, он играл с ними в снежки, они там кидались, они визжали, они там зажигали бенгальские огни, понимаете? То есть это вот именно удовольствие, это именно радость. Для маленьких детей, для малышей уже в Москве, ну как бы здесь, вот в Москве, где особо выйти нам было, Дед Мороз у нас всегда приходил с улицы, стучал в зал на первом этаже, стучал в окно. То есть дети видели, что он оттуда приходит. И, собственно, вся программа его – это программа игр с детьми. От детей не нужно петь ему никаких песенок, не нужно ему ничего читать, понимаете? Это чисто вот игровая такая история. Мы готовимся, елки мы наряжаем тем, что дети сами делают. Никаких мы этих шаблонных игрушек на них не вешаем. В группах ставим веточки, не ставим елки пластиковые, это очень грустная штука. Ставим живые, но ветки, не деревья. Деревья не рубим, потому что экология. Ветки украшаем тем, что делаем сами своими руками, включая цифры, буквы и так далее. Вот такая логика у нас с Новым годом. Масленица, я уже говорила, что это фольклорный праздник. Вот у нас праздник Масленицы, да, это на санках, с горы, по улице. Вкусные блины, песни попели, хороводы поводили. Пожалуйста, вот здесь Масленица – это праздник с родителями, отлично идет, так же, как Веснянка. Если хотите, не хотите, не надо. Ну, естественно, есть там тоже дети всякие куколки делают и так далее. 23 февраля. Я уже сказала, что это прежде всего для нас праздник мальчиков, мужчин и пап. Мы как раз тоже на компьютере прекрасно с ними, очень удобно и красиво делать всякие открытки. Ну и можно тоже делать концерт. 8 марта, на 8 марта то же самое, концерт. Ну, здесь вы без стихов уже, конечно, скорее всего, не обойдетесь. Я очень сдержанно отношусь вообще к этой истории про заучивание стихов. Я предпочитаю делать литературно-музыкальные композиции. У нас есть много сценариев, я готова с вами делиться ими. Мы делали с Ларисой Ивановной Царенко, точнее, делала и сценарий, это как бы особый жанр. Если дети учат стихи, стихи должны быть только очень высокого литературного качества. Пожалуйста, не заставляйте детей учить низкопробные рифмовки. Это очень портит вкус, это портит чувство языка, это некрасиво, это некультурно, это ненужная трата времени. Прежде всего вашего, сил детей. Это все не нужно. Я столько этого насмотрелась вот в период изоляции, просто откуда люди это берут, я не знаю, но это невозможно. Поэтому литературно-музыкальные композиции, вот это то, что там, да, это имеет какой-то, так сказать, смысл и качество. Либо, опять-таки, к 8 марта то же самое делает музыкальный руководитель концерта. Смотрите, всего два события от него требуется в год.
Новый год и 8 марта, 2 концерта. Я считаю, что совершенно посильная задача, больше ничего не надо. Но только не надо в это включать педагогов. Не надо, чтобы вы тоже становились в группе, вот все время занимались только этим. Соответственно, осенний праздник, осеннины тоже фольклорные, там всякие вкусные, красивые. Концерты, которые, когда к детям кто-то приезжает, бывает, что дети исполнители, бывает, мы приглашаем детей из музыкальных школ, приглашаем профессиональных родителей музыкантов, приглашаем профессиональных музыкантов. Вот, ну, как бы устраиваем для детей именно концерт для детей. Ну, если на самом деле эта возможность у вас точно есть, просто нужно найти, где она именно у вас лежит, потому что у вас точно, вы можете это без всяких денег проводить, если захотите. Особый вид праздника, который мы тоже вот для себя открыли, это когда родители, наоборот, играют для детей. Родители могут играть кукольные спектакли, могут играть игровые. Но это отдельная тема работы с семьей. Мы делали вот эти постановки спектаклей родительских для детей с точки зрения командообразования родителей в самой группе. То есть это фактически была психологическая работа. Я с удовольствием готова рассказывать, не в рамках этого курса, потому что, ну, как бы мы просто не сможем. Здесь на верхнем слайде у нас родители играют сказку «Теремок», внизу они играют сказку «Репка», и вот две одиночные персонажи, это они играют сказку «Винни-Пух», соответственно, для детей про Винни-Пуха разного возраста. Мы отмечаем, естественно, дни рождения по одинаковому сценарию. И вот важно, чтобы день рождения у вас был какой-то ритуал, и вы всегда его отмечали одинаково, чтобы каждый именинник получал одинаковый ритуал этого праздника. Может быть какая-то специальная именинная корона, именинный плащ, именинный стул, именинный там чайный прибор, вот что-то такое, да, ну, каравай мы предлагаем как бы с детьми играть, свечи дети любят задувать, хотя бы цифры можно, хотя бы одну цифру зажечь, задуть, но им это нравится. Подарки в детском саду проще всего не дарить, либо эти подарки делают дети все вместе, коллективную какую-то работу для именинника, опять же, в технике коллективной аппликации, либо что-то родительский комитет покупает, но должно быть что-то одинаковое. На самом деле я бы ничего не покупала, ограничилась вот такой историей. Ну, раньше, конечно, родители какое-то время очень любили приносить всякие сладости в больших количествах, сейчас у нас это не разрешают. Одно время родители любили приглашать там каких-то клоунов, аниматоров. Я бы тоже к этому, то, что кому-то пригласили, кому-то нет, очень желательно, чтобы это был вот именно какой-то ваш внутренний, единообразный ритуал, праздник внутри вашей группы, понимаете, чтобы вы его продумали. Вот я вам показываю здесь пример календаря, который мы в методической мастерской делаем на 2 недели, то есть мы выделяем разные важные события из области, они показаны разным цветом. Красный у нас народный календарь, зеленый у нас экологический календарь, синий у нас общие культурные праздники, и фиолетовый у нас это именно то, что из области культуры. И вот как бы, да, формируем этот календарь на 2 недели вперед. И дальше люди из него выбирают, что им более интересно, что им более близко, и какие-то планируют образовательные события на эти темы. Вот у нас много интересного было как раз вот в последний месяц. Там кто-то проводил, и праздник юбок был, и праздник варежек свитера. Ну, много таких забавных вещей. То есть это вот именно уже моя работа, я отвожу душу как методист. Мы это формируем, мы даем какой-то материал, я подбираю познавательный материал, я подбираю видеоматериал. И вот, собственно говоря, это то, в чем, как я вижу, на самом деле пособие по планированию современное. Почему они сейчас, да, вот я сейчас вспомнила, я начала почему говорить про наши группы. Вот в итоге работы в нашей вот этой группе, я говорю, что я начала год назад, ну так, достаточно с прохладцей, но меня вдохновило то, что фактически каждый день к нам приходят, я ничего не рекламирую, каждый день к нам приходят новые люди.
И меня это как-то так удивило, во-первых, так порадовало. В обеих группах сейчас больше 1000 участников. И отклик какой-то живой, что у меня вот эта обратная связь, она меня тоже, ну, как бы, такой энерджайзер для меня, она меня вдохновляет. Мы начали, соответственно, делать больше. Поэтому я с большим удовольствием, так же, как я в тех реальных садах, где я там работала, я ходила с сумками материалов, с книгами, с нитками, да, совсем. Вот точно так же, но здесь это информационные материалы, я с удовольствием подбираю картинки, зрительный ряд, я подбираю видеоматериалы. Мы размещаем в группе для того, чтобы воспитатель мог просто открыть и буквально с опорой на это, вот прям хоть сегодня, что называется, вечером, это занятие провести. А сейчас я там подбираю какие-то материалы вот для кинозала по пятницам, например. То есть, ну вот, чтобы педагогу, если ему хочется, ему это нужно, он мог получить эту методическую поддержку прямо вот здесь вот сразу, непосредственно в группе. Меня вдохновляет отклик, и мне интересно на самом деле этим заниматься. То есть мы формируем вот такие календари, из них я говорю, что каждый выбирает то, что хочет. Ну вот я для примера, господи, сейчас покажу вам. Я уже несколько раз про него говорила. Покажу вам примеры праздников, которые мы предлагаем отмечать, и в чем здесь смысл. Вот 15 декабря был Международный день чая, да? Здесь есть познавательное содержание чисто, ну, биологическое, про сам по себе чай, как выращивают. Здесь есть также знакомство с профессией. И тех, кто растит и собирает, и тех, кто проводит чайные церемонии, чайные мастера. Вот, да, вот это вот вся история. Здесь есть большая эстетическая тоже чайники, из чего пьют чай, как его наливают. Здесь есть кругозор как раз кулинарный, как готовят в разных странах. Здесь есть путешествия по странам и континентам с чаепитием, где самовар, где чайник, где котелок, как это можно делать. Да? То есть, понимаете, целая большая такая интересная на самом деле история. Это может быть один день, такой чайный праздник, может быть там неделя чайная, например, он вполне будет тоже здорово. Привожу вам примеры интересных праздников, таких вот, ну как бы, социальных, скорее, я бы сказала. Всемирный день неторопливости, да, интересная штука такая, когда можно с детьми, особенно старшего возраста, поговорить, когда нужно торопиться, когда нельзя, почему говорят, поспешишь, людей насмешишь и так далее. Люблю Всемирный день сна, потому что сон такой, да, важный. Замечательный международный есть день счастья, вот можно обсудить, что такое счастье и так далее. Отдельный блок экологические праздники. Я проводила прям отдельный вебинар на эту тему, потому что экологических праздников в международном календаре очень-очень много. И я здесь вам просто, ну, собрала несколько слайдов с перечислением этих праздников, которые вы, может быть, что-то захотите, возьмете себе там. Очень трогательный день домашних животных, дети очень его любят. Всемирный день домашних животных, тоже такая трогательная, интересная тема. И с ним интересно сочетается тоже вот этот вот праздник прав домашних животных, который отмечается в один день с правами человека. То есть вообще само всепонимание, что у животных тоже есть права. Вот в феврале, например, вот это профессиональный праздник, День орнитолога, он же одновременно экологический. Да, интересное знакомство с нетривиальной профессией. Я почти уверена, что вряд ли вы когда-нибудь с такой профессией детей знакомили. А здесь это стык науки, познания, экологии. На самом деле интересная штука и может быть интересное занятие. Ну, вот есть, да, День гор, недр, лесов, воды, земли, то есть заповедников. Просто День дикой природы, Всемирный день солнца, очень много интересного. Есть в рамках путешествия вот в разные культуры, интересно, да, например, весной вот этот традиционный японский праздник, любование сакурой, у нас нет аналога просто. Мне кажется, что это как-то расширит кругозор детей, их возможности восприятия. Или, например, день там слона тайского, тоже так животное.
Напоминаю про региональный компонент, потому что в регионах тоже бывают свои праздники, и, естественно, фольклорные, и экологические, именно свои региональные. Желательно их знать, в календарь внести, отмечать и праздновать. Отлично. Так, мы закончили с этой презентацией и возвращаемся сюда. Значит, вот мы с вами обсудили модель года. И теперь давайте, как бы, да, я сказала, вот как в принципе мы планируем. У нас нет никаких планов, отчетов в письменном виде, в традиционной форме, никак, ни зачем. Но есть представление о том, как в принципе нужно планировать занятия. Это весной я делала такие курсы, которые так назывались «Мастерская одного занятия», потому что работа в дистанте показала, что очень многие люди на самом деле не умеют планировать занятия, просто когда они его проводят, обычно это никому не видно, а когда это в записи, в дистанте, то это видно очень хорошо. А как нужно планировать занятия, на что нужно обратить внимание, это вот отдельная такая история, важная, интересная. И сейчас я хочу, чтобы мы с вами зафиксировали вот на сегодняшний день в как бы, понимании нашем. Я уже сказала, да, что одно базовое занятие, которое интегрирует в себя, включает вот творческую всю эту часть, конструирование и строительные игры стоят особняком, для них нужно отдельное время, но это прекрасное время во второй половине дня, его там достаточно много, и как бы они не включаются сюда, это особая история, интересная, тоже очень важная. И мы планируем не одним занятием, если старше 4 лет дети, мы планируем образовательными циклами. Что такое образовательный цикл? Это у нас есть общая тема, она планируется ежедневно с продолжением, идет непрерывно 2-3-4 недели. Познавательная деятельность в разных формах с подключением продуктивной и художественной и завершает продолжительное и завершает это все обычно какой-то праздник, яркое образовательное событие. Вот как бы, это базовое планирование образовательной деятельности в течение года. Кроме того, у нас какие еще формы образовательной деятельности нужно использовать, и, собственно, в ГОС именно нас с вами ориентирует, не фиксироваться только вот на этом. Культурные практики. Культурные практики, этот термин есть в федеральном стандарте, но там не очень объясняется, что это такое. Что мы относим к культурным практикам? Вот, собственно, чтение книг и вообще культура обращения с книгой – это культурная практика. Беседы, поздравления с праздниками – это культурная практика. Вежливость, хорошая манера, этикет – это культурная практика. Это не просто информация, которую мы узнаем, это практика, которую мы используем. И такие вещи, такие события, как посещение музея, театра, кино, выставка, библиотека, это тоже культурная практика. Понятно, что сейчас мы никуда не ходим. Более того, и в обычное время в Москве, например, у нас это очень все сложно, поэтому мы по возможности приглашаем музеи, театры, выставки, библиотеки с какими-то экспозициями, приглашаем в детский сад, если есть возможность. Но суть в том, что... иногда бывает, что у детского сада через дорогу находится и музей, через дорогу библиотека. Мы вот, например, с городом Кашиным замечательно сотрудничаем, уже 3-й год, тоже познакомились мы в мастерской у нас. И, в общем, там оказалось, у них прекрасный есть там краеведческий музей, куда они никогда не ходили, библиотека, в которую они никогда не ходили, а теперь вот как-то ходят и получают удовольствие и пользу очень большую, и всем хорошо от этого. Естественно, у нас есть экспериментирование и опыты, отдельная история, как их организовывать, как проводить. Это не то же самое, что исследование, потому что исследование включает поиск, осмысление информации из разных источников, эксперименты, постановку вопросов. А экспериментирование – это чисто практическая деятельность. Обратите, пожалуйста, внимание, целенаправленная, осознанная практическая деятельность. Экспериментирование и исследование не одно и то же. Есть такая чудесная полузабытая деятельность, как наблюдение. Это когда мы просто никак не вмешиваемся в происходящее, мы именно наблюдаем. То есть мы собираем эту информацию с помощью органов чувств. Требует произвольного контроля внимания, полезная, нужная штука.
А есть такая замечательная культурная практика, как беседа. Предполагает обсуждение, но вот сладкий час мы все время говорим, только не надо ничего там делать, не надо ничему учить, не нужно включать туда никакое познание, информацию. Беседа – это личностное общение, без цели, нет цели. Это другой жанр, очень бывает иногда трудно в этом убедить. Есть проектная деятельность, это планомерная деятельность, и у нее есть какой-то продукт или результат, выраженный, ясный. Это отличается от исследования, например. Хорошая тоже вид деятельности. Итак, значит, как бы закругляя нашу с вами историю, вот у нас радуга, вот наш комплект, да, у нас есть программа, у нас есть методическое сопровождение, методические рекомендации для педагогов. Вот эти книги разного цвета, каждый цвет, он символизирует определенную образовательную область, они на возраст 2-8. Вот эти книги 2-8, все методические книги 2-8. Кроме культур, они на возраст 5-8, а в принципе они такие. И пособие для детей. У нас вот такой широкий спектр, тут каждая вот эта... Каждый квадратик – это стопочка книг, на самом деле 3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. То есть по 4 книги в каждой из этих серий. Книги есть по познанию, есть книги по речи, по математике. Вот оно, методическое обеспечение. На каждый возраст отдельное речевое развитие, зеленое познание, желтое эстетически художественное – это музыка, художественное творчество, голубая у нас методическая работа и социально-коммуникативное развитие – это как раз воспитание уважения к культурам, игровая деятельность и безопасность. Ну, здесь вот я вам показываю, да, что вот эта серия относится и к математике, и к эстетически художественному развитию. Вот социально-коммуникативное развитие, чтобы вы его не пропустили. Эти книги будут, они издавались в последнее время просвещением для папок с дырочками, такими отдельными листочками. Принято решение, они будут переизданы снова нормальными, обычными переплетенными книгами. Я считаю, что это более удобно, надеюсь, что вам тоже это будет более удобно. То есть вы их сможете, вот сейчас их переиздадут, они будут в виде книг. Ну, когда сейчас, не могу сказать, потому что издательство большое, там все время идет реорганизация, все на самом деле сложно. Да, еще то, что я тоже хотела вам сказать, я отвлеклась, тоже вот работы, собственно, основное открытие в методической мастерской, которое я для себя сделала. Я вдруг поняла, что для работы вот именно как методистом на самом деле, сейчас в современных условиях, мне не обязательно теперь ждать милости, когда что-то будет напечатано, потому что очень легко все это можно просто делать, готовить и отдавать людям в электронном виде. И вот я вам говорила, что мне всегда хотелось планеры радужные. Так я в итоге просто сделала набор планеров радужных, так как я себе их представляю, сама сделала макет. И вот такой набор планеров для вас будет в подарок по окончании этого курса. Я так понимаю, что вам рассылают, видимо, все материалы, которые мы, преподаватели, вам предоставляем. Вот, и в качестве такого сувенира, подарка для вас, участников этого курса, первого курса по радуге такого, на самом деле, будет как раз набор планеров, которые я делала. И там вы увидите, собственно говоря, я туда заложила вот эту систему планирования занятий, о чем надо подумать, чтобы это занятие провести. То есть мой подход заключается, у меня в принципе, как методист, я всегда давала педагогам бланковую форму планирования и отчетности. То есть есть распечатанный листочек, на котором педагог, как правило, именами существительными, заполняет вот этот бланк в течение 1,5, максимум 3 минут. Ну, это 3 минуты, это если он не очень помнит, что он делал, или он придумает, что он делал. Но долго придумывать не удастся, потому что я тогда вижу. Это единственная форма, в которой я, как методист, вообще могу проверить, что люди делают. Потому что когда вот это все пишут текстом в тетрадках, сегодня вышли, был погожий денек, мы поиграли 125 раз в игру там какой-нибудь «Воробушки-автомобиль», читать это абсолютно невозможно. То есть по этим планам и отчетам невозможно никак реально управлять деятельностью педагогов. Поэтому бланковую форму я разработала как инструмент управления, прежде всего для себя самой,
Ну и, соответственно, его опробовав, дальше мы таким способом и живем. Поэтому никакой писанины, никаких бумаг, никакого вот этого вот на эту тему у нас нет. Но, тем не менее, когда человек проводит занятия, должно быть ясное понимание, что он делает и зачем. И, скажем так, я всегда своим педагогам, и я это говорю и в принципе по программе, на мой взгляд, мы живые люди, может что-то произойти, у вас может случиться что-то дома, вы себя можете плохо чувствовать. Вы запланировали какое-то занятие, но вы его не подготовили. Вы не нашли материал, вы не собрались с мыслями, вообще у вас сегодня нет сил. Никакой драмы никогда не произойдет, если вы просто не будете проводить занятия. Если вы просто дадите детям поиграть. Если вы им почитаете книжку, если вы им, опять же, из-за материала, и они позанимаются сами. Это будет только польза для их развития. Я никогда не ругала педагогов за то, что они какое-то занятие не провели. Вот я приехала в группу, дети играют. Почему? Объяснили, вопросов нет. Но если я приехала в группу, и я вижу, что педагог что-то делает, сам не понимает что, показывает какие-то ужасные картинки или о чем-то говорит и вообще ничего не показывает. Если у него нет должной наглядности, если у него нет понимания, какой речевой материал он вводит, если вообще он не очень понимает, о чем, собственно, он, да, вот просто ему надо это время занять, вот здесь у нас всегда скандал. Потому что я говорю, что не нужно занимать время детей, не нужно отнимать их силы. Делайте то, что вы подготовили, в чем вы уверены, что вы понимаете. Не надо делать плохо, лучше не делать ничего. Вот это такой принцип, и он очень себя оправдывает. На самом деле, действительно, правда, если вам не может, голова болит, оставьте. Никакой у нас ни школы, ни уроки, нет ничего, что нас заставляет, понимаете, это делать, вот кровь из носа обязательно. Вы все равно, то, что вы хотите, вы все равно проведете. Еще один момент очень важный – это учет желаний, интересов самих педагогов, я уже об этом говорила. Вот это наша уникальная книжка с Лилией Викторовной Редько, методическая работа, я ее уже упоминала, но эта книжка, конечно, для старших воспитателей, вебинары у нас тоже есть на эту тему. Вот наши клубы в соцсетях, программа «Радуга» и методическая мастерская. Вот так выглядят их первые страницы. Опять же, найти их несложно. Вот различные материалы, которые мы там публикуем, рубрики у нас как бы меняются, она очень живая. В итоге вот того открытия, которое я сделала, потому что с планированием это очень существует, были у нас книжки по планированию, это было начало 2000-е годы, они были хорошие, все здорово, но это было очень давно. И с тех пор они не переиздавались, и, в общем, это все время в планы, это все время входит, каждый год это вносится в планы, и не происходит. И я понимаю, что людям сложно, и, кроме того, накопилось огромное количество современного материала, в общем-то, другого уже. И сейчас сложно, то есть вот открытие, которое я сделала, я вам сказала, что на самом деле все это можно делать в электронном виде. И когда я начала, опять же, импульс был, это не моя идея, это благодаря, мне написали в группе программы «Радуга», написала женщина, что ей нужно, вот она просит, ей очень нужно планирование. Во-первых, меня все время спрашивают, можно ли пользоваться планированием, которое издает Волгоград, и каждый раз меня как будто током дергает, потому что это ужасно совершенно произведение, пользоваться и нельзя. Не надо и просто нельзя. Это ужасно, это реально ужасно. И это очень будет мешать вам профессионально расти, и работе вашей будет только мешать. Она попросила планирование на ранний возраст. И так как его вообще никогда не было, то я сказала, хорошо, я сделаю для вас, я его соберу, я сделаю. И вот когда я сделала вот это самое первое планирование по раннему совсем возрасту, то тут-то я и поняла, что нет никакой проблемы на самом деле сделать сейчас планирование. Как только я отдала ей то, тут же посыпался вопрос, а она такой возраст, она такой. И на основе того, что было, но честно скажу вам, что повторяя то, что было, это процентов на 15, даже не 20. Потому что
Очень многое изменилось, что-то не пошло, что-то как бы не совсем то, другие дети. В общем, на самом деле, это, конечно, совершенно новый продукт, и когда я стала с ним работать, я-то получила от чего колоссальное удовольствие. От того, что впервые, потому что печатная продукция, там одна краска, картинки нельзя, фотографии нельзя. Первые пособия у нас там были хотя бы рисунки художников, я сейчас с умилением на них смотрю. Дальше ничего этого нет. То есть сейчас я могу, наконец, как методист, вот в это пособие себе совершенно спокойно положить картинки, которые я считаю нужным, и вы их оттуда себе скопировали и детям показали на экране хотя бы своего телефона или на экране, опять же, там, ноутбука. Понимаете? Я вам могу нужные вам не нужно лезть, искать, рыться, потому что я, например, пишу, да, вот у нас там год журавля, здорово, вот у нас объявлен годом журавля. Ну и дальше вы прочитали, господи, елки, гуглить журавли, искать. Вот, ну, я понимаю, это очень много времени. У меня это берет много времени, я понимаю, что это много времени. Вот опять же, моя специфика в том, что я очень хорошо знаю, сколько времени на что нужно, сколько нужно сил, сколько нужно времени, чтобы отобрать из там 20 вариантов мультика «Сорока-ворона», из всякой ереси отобрать именно то, где это будет красиво, интересно, но так, чтобы показать несколько вариантов. Я занимаюсь этим 2-3 часа. Где у вас эти 2-3 часа? У вас их нет. Потому что у вас есть своя семья, вы не можете этим заниматься постоянно. Я, собственно, всегда считала, что работа методиста, первая его задача – помогать подбирать материал, помогать людям готовиться к занятиям. Потому что люди работают на группе. Они уже там выкладываются, они должны выкладываться в работе с детьми. И таким образом, то есть я получила возможность сюда класть картинки, класть ссылки на видео. Мне сейчас это очень нравится, лично мне. Опять же, ну, цена на эти пособия получается, ну, такая же, как на печатное издание, или ниже, потому что не нужно печатать. В общем, короче говоря, вот эти все эти планирования под давлением общественности, огромное спасибо нашей группы, программы «Радуга» именно программа «Радуга», я их сделала. Кроме того, я сделала 2 парциальные программы. Представление о труде, я считаю, это важнейшая совершенно программа, я очень ее люблю и считаю, что это очень серьезная вещь. И программа экологического образования, потому что тоже там такой большой интересный материал, который может быть, это парциальные программы, которые можно брать в вашу вариативную часть. Есть 2 книги, они переработаны, но в принципе в основе это вот как раз игра, то, что была книга по игре, она просто, мне кажется, не переиздается сейчас. И «Как общаться с дошкольником Кофон». Эта книга была, которую в свое время издавала еще дошкольное воспитание, но я ее переделала. Теперь смотрите, новый тип продукта, который я тоже делаю с большим удовольствием. Где он? Вот он. Я стала делать педагогические пакеты. Я люблю планировать образовательный цикл. И педагогический пакет – это набор материалов под образовательный цикл. Это как раз планирование занятий, плюс иллюстративный материал, плюс видео. То есть это вот такой вот, ну, как бы готовый, собран материал, планирование именно на образовательный цикл. Я туда кладу сразу все возрастные группы. От 3, ну, без раннего возраста, от 3 до 6 лет, чтобы вы могли содержание варьировать в зависимости от уровня ваших детей. Мне кажется, что это удобно. Вы перспективу видите, и вы как бы можете с этим свободно обращаться. Они, соответственно, естественно, дешевле, чем книжки по планированию. Они такие, ну, мне нравятся, они удобные, люди пользуются, и я с удовольствием. И это то, что я буду делать дальше, я это буду развивать, это все время будет появляться новое. У меня куча на эту тему идей, я делаю это с удовольствием и как бы с пользой. И вот еще такая штука, мы сделали это в период как раз весенний, когда начался дистант, и люди просто были в ужасе и в шоке. Мы с методистом из издательства «Просвещение» с Татьяной Александровной Горбуновой понимали, что как-то людей нужно спасать. А что значит дистант? Это значит, что нужно видео.
И мы сделали вот такие недельные циклы. Здесь по 5 дистанционных занятий мы записывали. Записывала героически она у себя на кухне. Мы сделали вот такие 5 тематизмов, но нам удалось за счет этого, мы закрыли апрель и кусок мая, то есть самый горячий вот этот момент, когда все были в шоке, в негодовании, в растерянности, в ужасе, в панике и в депрессии. Мы дали людям материал, который они могут дать как дистанционное занятие, так, что, опять же, там есть информационная часть, продуктивная часть. То есть вот здесь, в этих вот циклах, записаны 5 видео занятий, плюс, опять же, демонстрационный материал, плюс наглядность всяческая и так далее. То есть это педагогический пакет, грубо говоря, плюс 5 записанных видео дистанционных уроков. Если вам вдруг в какой-то момент нужно именно вот дистанционное что-то, и вы как это делаете, и, там, не знаю, это очень трудно на самом деле. Это очень непросто. Я много вела вебинары, читала лекции именно по дистанту, как это делать, что делать, но очень тоже продвинулось понимание каких-то вещей за это время. У нас есть вот такие 5 циклов, это мы пока дальше не развиваем, потому что все как-то вышли, поэтому здесь проблем нет. Еще несколько слайдов. Я просто здесь вам показываю, какие есть варианты развития дополнительного образования, платного и бесплатного. И все абсолютно мои контакты на вот этом слайде визитки. Бесконечно благодарна вам за то, что вы собрались на этот курс, за то, что вы пришли, за то, что вам интересно. Я очень рада встрече с вами. Я рада буду быть вам полезной в любом качестве, в котором вы придумаете, захотите, если что-то спросить или в чем-то вам нужна будет моя помощь. Очень рада знакомству с институтом, с Татьяной Валерьяновной. Просто какой-то удивительный подарок судьбы этого года. Правда, действительно большой подарок судьбы. Я от души вам желаю, чтобы вам всегда было интересно, чтобы вы всегда на работу шли с удовольствием. Как у нас всегда, вот педагоги, где я работала, это было у нас такое счастье, да, всегда, даже вот мужья говорили об этом, что с удовольствием люди идут, хотят идти на работу. Чтобы вы могли реализовать, я очень вам желаю, чтобы вы могли в работе реализовать все ваши личные таланты. Все, что вы любите и умеете делать, без всякого смущения вносите это в вашу работу, используйте в вашей работе, делитесь этим с детьми, начинайте с этого. Делайте только то, что вы поняли и что вы хотите делать, что вам искренне понравилось, что вас вдохновляет. Если вы увидели что-то, что может быть интересно, но пока непонятно, подождите. Присмотритесь к этому еще раз. Делайте только тогда, когда вы точно знаете, что вам это понравилось, у вас лежит к этому душа. У нас программа, которая дает, это шведский стол, она дает очень большое вариативное содержание. Вы очень многое можно выбирать. И очень важно, чтобы вы выбирали. И чтобы вы сами думали, чтобы это занятие, это было ваше произведение. Чтобы день жизни с детьми, это было ваше личное произведение. Потому что педагог, вот с моей точки зрения, как управленца с большим, в принципе, опытом, для меня педагоги – это как актеры для режиссера. Это совершенно особая профессия. Поэтому никогда не позволяйте, чтобы на вас смотрели как на исполнителей. Но на вас так никто не смотрит, как я понимаю, в вашем замечательном регионе. Я не смею вас просто больше задерживать. Мы время и так уже чуть-чуть у нас больше. Спасибо, что пришли. Опять же, буду рада любым контактам. Всегда пишите, там, обращайтесь, звоните. Вот я вижу, что ура, Татьяна Валерьяновна появилась. Да, конечно. Вот, конечно, Елена Викторовна, я была с вами, поэтому вам спасибо огромное за важные, нужные, ценные слова, которые сейчас вы говорили, за добрые слова. Я вижу, что коллеги тоже пишут, и они как бы присоединяются и к нашим мнениям о том, что много было всего интересного, важного, нужного и ценного, да? Ну вот я не знаю, коллеги, может быть, тоже поддержат меня. Сегодня была очень такая интересная информация и про праздники, да, и очень интересная информация была про варианты, ну,
так сказать, проживания жизни с детьми, да, вы называете это планирование, это ваше авторское право, замечательно. И, конечно, Елена Викторовна, спасибо огромное за тот подарок, который вы для нас готовите, это ценно, и мы обязательно им поделимся с коллегами. Они всегда у нас получают записи, всегда получают презентации отдельные, которыми пользуются авторы. Ну, еще вот такой, это вообще здорово. Елена Викторовна, можно еще вот один уточняющий вопрос? Лично от меня. Во-первых, спасибо, что у вас есть методическая мастерская, в которую наши педагоги всегда смогут обратиться, всегда смогут задать какие-то вопросы, почерпнуть для себя какие-то, может быть, даже вдохновения от вас, да, в решении своих каких-то профессиональных дефицитов. Спасибо. Я хочу вот уточнить у вас, Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, а вот другие авторы программы, Татьяна Ивановна Гризик, Татьяна Николаевна Доронова, да, кто у нас там, они какую-то вообще вот помощь оказывают методическую воспитателю? Как-то они сотрудничают или это, они все это делают через вас? Вы понимаете, у нас ситуация же как бы как получилось. Мы сейчас все работаем в разных местах. Во-первых, часть людей, которые на самом деле создавали эту программу изначально, еще в период в 90-е годы в процессе реорганизации институтов, они ушли из института, и, соответственно, они выпали из дальнейшей работы по программе, потому что это было связано. Например, Наталья Федоровна Торловская, очень талантливый методист, очень интересный человек, яркий. Она приезжала в Сыктывкар в свое время. Я очень хорошо помню, мы с ней жили вместе, мы приезжали с ней вместе. Номер нашей гостиницы, березы за окном, вообще вот вся такая красота. Она занималась как раз разделом по игре. И конструирование тоже. Но вот она ушла, потому что 90-е годы, это же было время, когда, ну, там, зарплаты в институте, например, вообще не платили много. Ну, то есть там много было всяких факторов. И, соответственно, эта история как-то, она вот прервалась. Люба Топоркова, Любовь Александровна, которая конструированием занималась, у нее много было тоже хороших идей, но тоже это как-то все вот, оно тоже, она примерно в это же время, они ушли просто в практику. Потому что, ну, как бы это было более. Вот дальше Татьяна Николаевна же, она сделала программу из детства в отрочество. Был такой момент, когда она сильно как бы туда переключилась, и, в общем, ну, вот как бы здесь она больше, ну, уже что сделано, то сделано. Хотя, несмотря при этом то, что сделано, оно не теряет. Вот я не случайно сегодня просто с восторгом я сегодня этих снеговиков выбирала, потому что это ее методика, и она, то, что было сделано вот вместе с Софьей Густавовной, оно великолепно работает на самом деле. Но она работает сейчас в ФИРО, у нее как бы там текущий какой-то вот такой процесс, и, собственно говоря, она передала мне руководство этой программы именно потому, что, ну, просто сил тоже на все вот какие-то такие вещи. И тем более, что она больше, ну, как бы, именно вот изобразительной деятельностью, она какими-то более общими вопросами, что ли, сейчас. И, опять же, смотрите, специфика работы, скажем, ФИРО, вы откликаетесь на какие-то задания и проекты, которые на вас падают. Вы все время там что-то на вас следующее упало, нужно это как-то сделать, отчитаться. То есть это вот такая. Татьяна Ивановна Гризик, как вы знаете прекрасно, она главный редактор журнала «Дошкольное воспитание». Поэтому, да, у нее там, и плюс еще сейчас там журналы «Второй ребенок в детском саду» тоже под нее. То есть у нее вот так вот работы выше головы, и, соответственно, тоже. А здесь смотрите, какая история. То есть, во-первых, первый момент. Никто из них не работал и давно, да, в практике в детском саду. Откуда что-то может, ну, невозможно, ты не можешь, сидя за столом, у тебя что-то двигается, когда ты видишь реальных детей, ты с ними, если не каждый день, то через день, ты с ними. Вот моя стезя, она была в том, что я-то пошла как раз к вопросу про эту работу, то же самое, 90-е годы, когда я оказалась в этих разных учреждениях. Тоже мне нужна была работа, где все-таки платят зарплату, но это практика. И я, собственно, с ней так и продолжаю быть. Поэтому получилась такая история, что было бы очень здорово. Я время от времени, естественно, очень как-то так вот хочется, чтобы
но времени и как бы вот сил, энергии. Ну и потом, скажем, у Татьяны Ивановны речь, она разработана очень подробно, очень хорошо. То Да, есть, да. в общем, там познание у нее разработано тоже очень так. Мгм. Ну вот поэтому вот такая примерно ситуация. То есть у них работа сейчас такая, а так как у меня немножко было всегда, я всегда была больше, у меня всегда, я выбирала работу, где у меня было больше степеней свободы. Поэтому у меня Понятно. больше возможностей в этом. Мгм. Понятно, понятно. Лена Викторовна, понятно. Все, спасибо вам большое за такой хороший, подробный ответ, потому что я хотела его задать еще в самом начале, и он меня Да-да-да-да. очень интересовал Поэтому, все-таки, да, если понимаете, авторский... поэтому я, например, вот дальше делюсь те, с кем работает тех, с кем я, вот Лилия Викторовна Редько. Мы с ней очень, но Лилия Викторовна, это что же отдельный, понимаете, она вот, у нее должен старший воспитатель. Она все время что говорит, я ее все время, вебинары, вот пару вебинаров мы с ней провели когда-то. Дальше ее же калачом не заманишь, потому что, да ну, я с детьми, я не хочу, вы сами про все напишите, про все расскажете, вот, ну, как бы... Но она очень талантливый методист, очень много вещей интересных вот именно с ней. Парциальная программа по, опять же, там, компьютерным технологиям. Это вот молодой человек, с которыми... То есть у нас как бы добавляются авторы, я не могу, я бы не стала прям вот что автор программы, нет, конечно, базовые авторы программы, это те, кто, ну, ее целиком. Это авторы парциальных программ, но просто появляются новые люди, есть много опыта, который фактически опыт есть, до парциальной программы это недооформлено, потому что, опять же, нужен запрос. Я почему говорю? В принципе, мы можем разработать любой педагогический пакет и любую парциальную программу, как кому какая, если она кому-то нужна какая-то конкретная. Например, регионального компонента. То есть мы готовы. Понятно, понятно. Нет, я просто для себя, для уточнения, потому что обычно, кто сопровождает программу, это человек, который душой и сердцем болеет за нее. Поэтому вот я поэтому и спросила, что есть ли у вас те, кто точно ровно так же с начала основания этой программы идут до конца сейчас и дальше пойдут, вернее, с вами. Поэтому, Елена Викторовна, мы вам желаем, сил, потому что столько проектов, вот вы даже рассказали о том, что вы парциальные программы делаете, о том, что вот вы эти педагогические пакеты для образовательных событий делаете, да, о том, что вы там компьютерной, там чем, графикой или чем занимаетесь, да, о том, что вы ведете мастерскую педагогическую, как-то вы ее красиво так назвали, о том, что вы постоянно ведете и помогаете, и приезжаете в детские сады, поэтому мы просто вам желаем, чтобы у вас вот сил было много, и действительно, наверное, самое главное то, что вы сказали, что вы все делаете с удовольствием. И вот пусть это радость и удовольствие, ну, радуга еще от слова, наверное, радость, да, такое радужное настроение. Вот чтобы мы желаем вам, чтобы это у вас сохранялось больше, много, и чтобы эта программа, она, даже не сколько программа, а вот то направление, за которое вы болеете, я не знаю, как его назвать, да, чтобы оно обязательно вот дальше процветало, вдохновляло вас и, соответственно, чтобы придавало сил. А практики, чтобы они тоже всегда поддерживали хорошие какие-то интересные начинания. Да, тут наши коллеги подключаются, Наталья Яковлевна, тут старшие воспитатели у нас есть, да, поэтому... Они, конечно, тоже, скорее всего, сделали для тебя какие-то определенные выводы, да, наши дорогие коллеги, поэтому, Лена Викторовна, ну вот так, конечно, жалко расставаться всегда, когда ты так вот в течение там одного промежутка времени мы с вами были, когда развитие речевого мышления было. И, кстати, вот здесь есть коллеги, которые были на том вашем курсе. О, здорово. Да, да. И получается, по крайней мере, этот детский сад у нас точно здесь сейчас. И сейчас, вот 3 дня тоже мы были с вами, потому что, конечно, ждешь, ожидаешь интересной информации, профессионального общения, там, взаимодействия. Так что спасибо вам огромное за то, что вы снова, наверное, поддержали, вдохновили наших радужников. Я думаю, что столько интересного есть в этой программе, что нашим не надо не огорчаться, не расстраиваться, да, а чтобы просто взять и делать то, что с удовольствием предлагает программа «Радуга». Правда? Спасибо огромное, Татьяна Валерьяновна. Мне очень понравилось, что вам не нравится слово «планирование». На самом деле это издательство, их маркетинговые исследования, что все время спрашивают именно планирование, поэтому Да. они
вот это вот слово от нас выжимали. А как бы вы назвали вот другим словом? Мне интересно просто. Может Вы быть, меня спрашиваете? да, Вась. Я даже, честно говоря, не знаю. Вы имеете в виду, что говорить вместо планирования образовательного процесса, да? Я не Да, знаю, какое-то интересное проживание, событийное, радостное. Вот такое именно, вот у меня почему-то проживание, совместное проживание. Вот каждого дня, вы же сказали, что каждый день с радостью проживается. Вот что-то, какие-то ассоциации с этим, наверное, так. А то, что связано, и обязательно, чтобы должна быть связь именно с жизнью, то есть то, что окружает, с чем вот ну, чем живет эта группа, этот детский сад, вот какое-то такое очень созвучие должно быть. Поэтому не знаю, Лена Викторовна, каким словом можно это заменить, даже не знаю. Вот. А про то, что вы сдали свою экспертную оценку по отношению к литературе, которую производит Волгоград, здесь я с вами солидарна полностью, потому что это что-то невероятное происходит, невероятное творится, да. Вот, поэтому здесь, разумеется, тоже, но как бы всегда человек волен выбирать, и я думаю, что педагоги тоже имеют возможность выбрать. И вот что мне лично нравится в комплекте программы «Радуга», в том, что у вас очень такие обложки, они какие-то многосмысловые. То есть, знаете, их можно читать. Ну, читать, я имею в виду, вот ты смотришь на цвет, ты читаешь, ты понимаешь, да, на эту символику, которую вы закладываете. Вот даже слово, которое у вас написано «радуга», его же тоже как-то ведь, что-то ведь закладывалось, почему именно так буквы расположены, да, почему именно вот, ну, такой наклон. Вот как-то, знаете, вот поэтому я смотрела на ваши обложки даже через экран, не держа в руках, но вот что-то как-то вот хотелось подольше их почитать, понять, и из одной только обложки понять, о чем вообще там суть. То есть такие ходы интересные у вас. Поэтому, Лена Викторовна, спасибо. И очень вкусное название. Вот я смотрю там по психологии ребенка, тут очень такое хорошее какое-то название у вас. Вот в книжечке было, я, к сожалению, не очень запомнила, как она называется. Поэтому вот вкусных вам таких названий, профессиональных, которые, знаете, вы всегда умеете слова подбирать очень точно. То есть как вот ни туда, ни сюда. Вот как бы оно такое, знаете, слово, которое хорошо характеризует, сущность сразу передает, поэтому это здорово. И, конечно, спасибо вам за последовательность, логичность и за то, что вы всегда говорите, что все должно быть где-то, ну, хотя бы упорядочено вот здесь немножечко, да, у каждого из нас. Ну, а потом уже сердце. Поэтому спасибо, Лена Викторовна, тоже было очень приятно с вами общаться. Наши коллеги, мы с вами тоже, дорогие наши воспитатели, прощаемся. У вас еще впереди завтрашний день. Я имею в виду пятница, когда вы можете встретиться со своими другими коллегами. Вы можете обсудить, да, то, что вы слышали, какие-то вещи от Елены Викторовны. И мне очень понравилась вот эта идея совместного, ну пусть планирования, да, совместного планирования того, как мы будем жить всем детским садом, всем. И, конечно, вот эта идея открытости групп детского сада, это, мне кажется, это, ну, это так должно быть, да? Поэтому, Лена Викторовна, спасибо огромное. У нас совсем уже стемнело, у нас уже фонари горят. Поэтому, ну, спасибо, правда, за то, что вы были с нами. Я думаю, что в следующем году, может быть, как-то что-то, какая-то интересная идея поступит, может быть, от радужников, может быть, от нашего профессионального сообщества. И мы еще раз с огромным удовольствием обратимся к вам для того, чтобы вы смогли прийти навстречу нашим дорогим специалистам дошкольного образования. Мы, правда, к ним очень хорошо относимся, потому что они делают очень много, и мы стараемся, чем можем, тоже им помогать. Поэтому, Лена Викторовна, до новых встреч и на страницах ВКонтакте, в Фейсбуке, и, соответственно, вот так. Ну, будем скучать, Елена Викторовна, до свидания. Взаимно, взаимно. Я прям даже как-то вот уже не представляю, как это, как-то так хорошо было мы подряд практически такие. Ну, да, Лен, ну все, до свидания, всего вам самого-самого доброго, самого-самого светлого, и тоже от всех от нас с наступающим Новым годом, с предновогодьем. И мы желаем вам, чтобы в Новом году обязательно исполнилось то сокровенное, о чем знаете и думаете только вы. Хорошо? Спасибо огромное, взаимно. Всех тоже с наступающим Новым годом. Всех благ, радости, благополучия. Спасибо. Спасибо, Лена Викторовна, до свидания, всего доброго. Спасибо большое, до свидания.
До свидания. Уважаемые коллеги, до свидания. До свидания, всего доброго. На этом наш курс закончен. Как бы, может быть, еще не хотелось что-то там поподробнее узнать, понять, принять. Ну, тем не менее, до свидания. Спасибо всем, кто был с нами. Усинску привет. Сыктывкару большой привет. 29-й детский сад, 17-й детский сад, 105-й детский сад, 23-й Усинск, 24-й Усинск. Поэтому всем большое спасибо и надеемся, что дальше по программе «Радуга» вы будете работать и, соответственно, обращаться за профессиональным экспертным мнением, и в том числе и к Елене Викторовне, наверное, даже в первую очередь. Поэтому до свидания, всех благ, всего доброго. Мы на месте, мы всегда рядом.